интерактивные формы, включая интерактивные формы обучения детей и разные инструменты Google ресурсов для организации дистанционных уроков, проектно-мастерской деятельности и в сфере культуры. Желаю всем нам плодотворной работы и активного общения на нашей площадке. Уважаемые участники, в работе нашей мастерской принимают участие заместитель руководителя администрации Агинского бурятского округа Бельгма Батардаржиевна Будаева, начальник отдела социального развития администрации Агинского бурятского округа Роза Мукажаргаловна Балдаржиева. Позвольте представить модератора мастерской Эмилия Чжалсановна Жамбалова, проректор по научно-методической работе. Аналитиками сегодня работают старшие преподаватели нашего института. Это Арюна Будаевна Дашинимаева и Елена Николаевна Балдаржиева. Итак, уважаемые участники, позвольте слово предоставить модератору Эмилии Чжалсановне. Доброе утро, уважаемые участники нашей мастерской. Тема уже оглашена Хамор Этнобазаровной. В работе нашей мастерской принимают участие, заявки подали 184 человека из всех 4 районов нашего округа. Сегодня у нас представлено в программе 12 докладов. Ничего не мешает нам уже начать. Итак, микрофон передаем для доклада с темой «Этнокультурное образование в Агинском бурятском округе. Современное состояние, перспективы развития в условиях цифровизации» Хамер Этнобазаровне Рабдановой, ректору Агинского института. Пожалуйста, Этнобазаровна. В Забайкальском крае одним из приоритетов является учет этнокультурного своеобразия региона посредством сохранения и дальнейшего развития языков коренных народов Забайкальского края. Данные приоритеты в сфере общего образования определены в соответствии с государственной программой Забайкальского края и со стратегией развития бурятского языка на период до 2030 года. Нормативные документы видите на слайде. В целях создания оптимальных условий для развития бурятского языка в Агинском бурятском округе ориентируется на государственные программы развития образования Забайкальского края, развитие культуры Забайкальского края, социально-экономическое развитие Агинского бурятского округа Забайкальского края. Значимость имеет соглашение администрации Агинского бурятского округа с 14 муниципалитетами Забайкальского края о сотрудничестве в целях сохранения и популяризации бурятского языка, национальной культуры, национальных видов спорта и других составляющих этнической самобытности бурятского народа. В целях обновления этнокультурного образования продолжается повышение квалификации и совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников. В текущем году проведено обучение 32 педагогов, реализующих этнокультурный компонент в дошкольных учреждениях округа. В условиях цифровизации актуальность представляет для всех категорий педагогов реализация дополнительных профессиональных программ по организации смешанного обучения, реализация сетевых образовательных событий, использование инструментов Google в электронном документообороте. Необходимо также отметить высокий потенциал, творческий потенциал учителей бурятского языка школ нашего округа. Из 51 учителя 61% имеют квалификационные категории. Ежегодно учителя свои лучшие практики представляют в международном конкурсе Ирхимбакша и других конкурсах профессионального мастерства.
Также учителя продолжают разрабатывать учебные пособия и программы. Если ранее 14 учителей у нас были уже разработчиками, составителями учебников и учебных пособий, то сегодня количество увеличивается, скажем. Так, учителя продолжают разрабатывать учебные пособия и программы. В настоящее время готовится к переизданию учебник и хрестоматия в 2 частях по бурятской литературе для 11 класса. Авторы Цыдыпова Беликма Даржиевна, Балданова Мытыгма Аринчиновна, Цунгуева и Долмужик Докуржаповна выпущено в издательстве «Былик» методическое пособие «Основы духовно-нравственной культуры народов России, основы буддийской культуры» к учебнику «Основы буддийской культуры» для 4-5 классов, изданной под редакцией Владимира Алхамаевича Чемидаржиева. И в 2020 году учителями начальных классов составлена учебная хрестоматия в 3 частях Холонга для учащихся 2-4 классов. Далее отмечаем, что в Забайкальском крае бурятский язык изучают факультативно в 9 школах 5 муниципальных районов. Видите на слайде, это Тарбальжейская школа, Угданская, Арахлейская, Смоленская, Шишкинская школа, это в Читинском районе, Тарбальжейская, Кыринский район. Так, начальная школа в селе Алентуйка, это Хилокский район, Верхняя Шаргальжинская школа в Красночекойском районе, начальная школа номер 26, это в селе Зугмара, основная общеобразовательная школа в селе Усть-Обор, это в Петровско-Забайкальском районе. 6 учителей, работающие в этих школах, из 9 прошли курсы повышения квалификации при Агинском институте повышения квалификации, и также 1 учитель обучился по программе профессиональной переподготовки. Новые образовательные результаты, заявленные в Федеральном государственном образовательном стандарте, актуализируют задачи обновления содержания, форм, технологий в организации образовательной деятельности. Учителя реализуют разные программы внеурочной деятельности. К примеру, это фольклор и дети, культурологический клуб Балтаргана и другие. Инновационный формат с погружением в область интернет-технологий, программирования, робототехники, виртуальной реальности позволяет создавать программные проекты, способствует получению таких продуктов, как сайты, мобильные приложения или программы. К примеру, учитель Токчинской школы Гарумаза Риктоевна в рамках кружка Токчин School Blog с учащимися выпускают видеорепортажи, клипы и так далее. Таких примеров, конечно, много. Далее отмечаем, что за последние 3 года в олимпиадное движение учащихся практикуется введение метапредметного подхода, использование диагностических и обучающих задач компетентностной направленности. В 2021 году по инициативе администрации Агинского бурятского округа организован, простите, пожалуйста, так, немножко слайды у меня. Организован проектный онлайн-семинар «Этнокультурное образование в школе цифрового общества» совместно с Московским государственным педагогическим университетом. Эффектами явились коллаборации с выходом команд для разработки и реализации 6 образовательных событий и игр на межрегиональном уровне. К примеру, команда Агинской школы номер 1 организовала сетевое событие Азархе для развития творческого потенциала детей, воспроизводства этнокультурных ценностей в цифровом мире. Впервые в этом году
институтом организована онлайн-сетевая игра «Алтансак» в рамках празднования Белого месяца Сагалван. В игре приняли участие более 170 учащихся школ Агинского округа, Читы, сельских поселений. Это Угдана, Новопавловки, Усть-Обора, Тарбальжи, Маковеева, Засопки, а также воспитанников детской школы искусства номер 3 города Читы. И мы очень надеемся, скажем, будем уверены, что продолжим погружаться в разные виды онлайн-сетевых игр и образовательных событий в дальнейшем. Под руководством администрации Агинского Бурятского округа наш институт сопровождает исполнение комплекса мероприятий дорожной карты стратегии развития бурятского языка. В рамках мер стержневым является проведение 2 раза в год фестиваля бурятского языка, включающего более 30 мероприятий. Совместно с Ассоциацией учителей бурятского языка институтом обеспечивается сопровождение, в этом году обеспечено сопровождение 9 онлайн-мероприятий, ориентированных на развитие детского творчества, этнокультурного обучения, воспитания, признания одаренных детей, лучших учителей. Здесь данные по фестивалю, которые проведены в сентябре-октябре месяце 2021 года. В рамках соглашения о сотрудничестве в области образования совместно с Министерством образования и науки Республики Бурятия проведены в текущем учебном году социологические исследования среди учащихся и детей дошкольного возраста по изучению их степени владения бурятским языком. Из 2832 респондентов дошкольного возраста 30% владеет бурятским языком, плохо владеет 41%, не владеет 29%. Так, при сравнении этих данных с результатами исследования 2017 года детей дошкольного возраста, владеющих бурятским языком, стало меньше практически на 21%. Не владеющих стало больше на 7,6%, но плохо владеющих стало больше на 13%. Результаты исследования среди примерно 9 тысяч школьников приблизительно совпадают с ситуацией с дошкольниками. Таким образом, сегодня сохраняется тенденция роста числа детей, не владеющих бурятским языком. И на это мы обращаем внимание, и наряду с проводимыми мерами по развитию бурятского языка считаем необходимым активизировать функционирование языковой среды в информационном пространстве. Значимость имеет запуск с нового учебного года региональной электронной платформы для изучения бурятского языка различными группами, включая детей, подростков, студентов, педагогов, пенсионеров и так далее. Разработанный Агинским институтом проект имеет грантовую поддержку более 1 миллиона рублей при поддержке Фонда развития Забайкальского края. На данный момент разработан сайт платформы, идет наполнение контента. Особенностью нашей платформы является возможность ведения курсов с размещением всех видов работ в удобном формате, автоматизированной проверкой тестов, диктантов, других видов упражнений. Банк заданий можно использовать при создании новых работ, дублировать и изменять. При наполнении банка заданий используются материалы, присланные на конкурс интерактивных заданий по бурятскому языку. Также задания разрабатываются нашими методистами и преподавателями и учителями бурятского языка. В преддверии всебурятского диктанта РДЭМ на нашей платформе готовится апробация онлайн-формы диктанта. По завершению диктанта участник сразу может получить отзыв. Например, мы видим, здесь видно, вот, тонгхэн, то есть отлично, и количество набранных баллов.
платформа удобная для организаторов онлайн-диктанта, возможностью моментального получения диктанта. Считаем, что в условиях цифровизации возможно и необходимо вводить новые форматы для традиционных мероприятий. Надеемся, что апробация онлайн-формы диктанта РДИМ пройдет успешно, и приглашаем вас к сотрудничеству. В завершение отмечаем актуальность задач этнокультурного образования, определение современных подходов сохранения и развития бурятского языка, научно-методическое сопровождение реализации проектов и программ для формирования устойчивого интереса к его истории и культуре, ценностям родного народа в условиях цифровизации. Спасибо всем за внимание. Спасибо, Хамара Набазаровна. Уважаемые участники, в импульс-докладе представлено современное актуальное состояние этнокультурного образования в округе и определены перспективы развития. Какие же возможности предоставляет цифровизация для развития бурятского языка и культуры? Давайте вместе попробуем ответить на этот вопрос. Сейчас я в чате отправляю ссылку на ресурс, в котором мы с вами попробуем вместе ответить на этот вопрос. У кого есть сейчас возможность поработать в онлайн-режиме, пожалуйста, перейдите по ссылке, которая указана в чате. Перед вами откроется Jamboard. У кого такой возможности нет, я сейчас включаю демонстрацию экрана. Значит, перейдите, пожалуйста, на второй фрейм. Вот сверху стрелочка, да? И вопрос, какие возможности предоставляет цифровизация для развития этнокультурного образования. Кто желает, можно микрофон включить, проговорить, мы запишем. Для того, чтобы написать свой вариант ответа, слева у нас находится панель инструментов. Можно взять либо стикер и написать любой ответ, да? Либо букву Т нажать и текст. Так, первый ответ есть, доступность, хорошо. Еще варианты, пожалуйста, коллеги. Какие возможности предоставляет цифровизация нам? Мобильность, замечательно. Угу. Вот язык и культура родного языка рассматриваются как нечто традиционное, может быть, да, то, что нужно беречь, хранить, передавать из поколения в поколение. А цифровизация – это те инновации, в которых мы сегодня с вами живем, да? И вот как сочетать традиции и инновации? Так, мотивация, условия для развития, да, предоставляет цифровизация. Угу. Еще. Открытость. Угу. Взаимообмен опытом. Да, в век цифровых технологий, когда мы очень быстро можем распространять информацию, да, делиться опытом, это тоже одна из возможностей. Возможность узнать новое. Угу. Развитие, открытость, мобильность, доступность. Хорошо, коллеги, спасибо. Вот наш ребенок, обучающийся, да, с детского сада до выпуска из школы, это наш основной, скажем так, результат нашей работы. Да? Каким же образом
может быть выстроено содержание образования, которое направлено именно на развитие этнокультурного образования. Сегодня в рамках мастерской мы изучим опыт учителей, опыт наших школ округа, которые представят те возможности, которые они используют уже в своей работе, и с большим удовольствием сегодня поделиться с вами. Значит, и первый уровень образования, который проходит наш ребенок, это дошкольный уровень образования. Позвольте передать микрофон педагогу дополнительного образования детского сада «Солнышко» поселка Агинска Гармаевой Октябрине Балдановне. Пожалуйста, Октябрина Балдановна. Регламент у нас до 15 минут у всех выступающих. Пожалуйста, Октябрина Балдановна. Добрый день, уважаемые участники симпозиума. Наш детский сад «Солнышко» посещает 223 воспитанника. Из них детей бурят 177 детей. К сожалению, детей, говорящих на родном языке, всего 10%. В основном на родном языке говорят бабушки, и совсем немного молодых родителей владеют родным языком. Несомненно, это очень большая проблема. Мы убеждены, что овладение родным языком закладывается в семье, так как семья – это главный центр воспитания в народной педагогике. Поэтому первостепенной задачей нашего дошкольного образовательного учреждения является вовлечение родителей в педагогический процесс при обучении детей родному языку. Сегодня мы хотим поделиться с вами опытом использования, на наш взгляд, интересных и эффективных форм работы с детьми дошкольного возраста при изучении бурятского языка. В связи с вышесказанным, для выявления знаний родителей о традициях, обычаях бурятского народа нами была разработана интерактивная интеллектуальная игра «Наданга Хорые». Игра предполагает 2 тура, каждый из которых состоит из 4 тем, по 5 вопросов в каждой. В игре приняли участие наши родители воспитанников практически 100%. Игра включала элементы шагайнадан, выбирались капитаны команд, которые определяли тему и номинал вопроса. На протяжении всей игры участники обращались к социальному опыту, собственному и других людей. При этом им приходилось вступать в коммуникацию друг с другом, общаться на бурятском языке, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. В ходе анализа игры мы выяснили, что родители недостаточно владеют целостными знаниями особенностей бурятской культуры, но вместе с этим у родителей возрос устойчивый интерес к родному языку и к тем мероприятиям, которые мы проводим с детьми в нашем детском саду. В условиях пандемии нами в социальных сетях, в Вайбере, в WhatsApp, в Инстаграме была запущена интерактивная игра «Бурят Хылын Мандагла», предназначенная для детей старшего дошкольного возраста. Особенность этой игры в том, что задания и ответы озвучены на бурятском языке, и дети могут неоднократно прослушать, проверить свой ответ и в случае неправильного ответа повторить правильный ответ за педагогом. Уважаемые коллеги, предоставляем вам данную игру. Google Neil Alpha Пару Zoom.
Ни для кого не секрет, что совместная деятельность детей и родителей формирует доверительные, хорошие отношения между ними, вызывает массу положительных эмоций, является увлекательным и интересным времяпровождением. Совместная деятельность позволяет детям приобрести умение ориентироваться на взрослого, а родителям погружаться в мир детства. В поисках методов, способствующих развитию и формированию интереса детей и родителей к изучению бурятского языка, мы обратились к мультипликации на бурятском языке. Для этого был разработан проект «Хутю-Бурят», целью которого является создание условий для формирования связанной бурятской речи и навыков речевого общения детей и родителей на родном языке в процессе создания мультипликационных фильмов. В процессе создания мультфильма различные виды деятельности детей, народные игры, народные виды декоративного творчества, чтение бурятских сказок, сочинение истории на бурятском языке, музыкальное творчество и просто общение на родном языке способствует созданию творческого продукта, мультфильма на бурятском языке с участием самих детей. В процессе реализации проекта был создан мультклуб «Нарынг». Одним из эффективных форм работы мультклуба является организация семейных конкурсов. А после проведения семейного творческого конкурса сказок собственного сочинения через сказку к языку, где родители и дети сочиняли сказки на родном бурятском языке, детям и родителям пришла идея создания мультфильма на бурятском языке. Все сказки представлены в книге «Жили-были сказочники». Из всех представленных сказок «Хонин Тымын Хойер», «Мыхыте Холгонан», «Тавын Нукудут» дети выбрали для мультипликации сказку «Колынте Басурхе» «Карась и щука». В создании мультипликации этой сказки был использован метод пластилиновой анимации. Идея создания мультфильма на бурятском языке – это повышение мотивации к изучению бурятского языка в детском саду. И благодаря новым технологиям, современному оснащению детского сада, дошкольники из пассивных потребителей мультпродукции становятся активными участниками создания мультфильма, то есть пробуют себя в новом качестве. Из всех этапов работы над мультфильмом озвучивание – одна из самых важных частей работы над мультфильмом. Многие профессионалы говорят, хорошее озвучивание – это уже половина успеха. На этом этапе мы вместе с детьми подбирали музыку, шумовые эффекты, распределяли роли, озвучивали мультфильм. На данном этапе отрабатывается выразительность речи, темп, тембр голоса. И главной задачей педагога на этом этапе является научить детей интонационной выразительности речи, чтобы передать в собственной речи различные чувства и переживания. В работе мы применяем разные упражнения. Одним из эффективных упражнений является игра с применением карточек символов. Харат хлы. Например, детям предлагается прослушать фразу «мынде нухудут». На наборном полотне выставляются определенные символы карточки, и детям предлагается воспроизвести данную фразу, используя символическое изображение. Например, фразу «мынде нухудут» медленно, удана, «мынде нухудут» или быстро «тургун», «мынде нухудут». И вот таким образом дети повторяют фразу, соответственно, символам-карточкам. Мы считаем, что создание мультипликационных фильмов на бурятском языке с участием самих детей является одним из эффективных форм работы при обучении детей бурятскому языку. Предлагаю посмотреть отрывок из мультфильма.
Современное образовательное пространство требует от педагога особой гибкости при подготовке и проведении образовательной деятельности. Еще одним средством обучения родному языку становится создание обучающих видеороликов, особенно в период пандемии и самоизоляции. Родители принимают активное непосредственное участие в создании каждого видеоролика. Использование видеороликов позволяет сделать образовательный процесс информационно более емким, зрелищным и комфортным. Создание и применение видеороликов наиболее результативно, поскольку позволяет представить обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей информацией. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и ассоциативном виде в память детей. Совместное участие в создании видеороликов усиливает взаимодействие в связках родитель-родитель, родитель-педагог, педагог-ребенок, родитель. Видеоролики всегда находят эмоциональный отклик и выступают мотивацией к изучению бурятского языка других родителей. Вы видите. Октябрина Балдан, 2 Одним из минуты у вас. средств мотивации к изучению родного языка является создание социальных роликов, способа обратить внимание общества на существование и необходимость решать определенную общественную или государственную проблему. И мы, родители, мы вместе с родителями решили попробовать снять социальный ролик на актуальную тему «Любите и храните свой родной бурятский язык». Приглашаю вас к просмотру социального ролика «Любите и храните свой родной бурятский язык». Да. Это стихи и песни твоего прадедушки. Да, это на нашем родном бурятском языке. Не абы, синей надо сам. Аллам долг шубок высыду. А что вы сказали? Твой прадедушка, твой отец, написал много песен и стихов.
так же, как и бабушка бурятка. И я, и папа, и ты буряты. А вы понимаете бурятский язык? Мы, конечно, не разговариваем на бурятском языке, но мы его очень хорошо понимаем. А я, значит, и не разговариваю на нем, и не понимаю его. Мама, пойдемте, я кое-что придумал. Ну давай делай дальше быстрее. Вот Мы будем учить бурятский язык вместе. А у нас получится? Конечно, получится. Смотри, это тавок, это хилемен, это кум. Эжи, Эжи. нагаса эжи. Эжи. в заключение хочется отметить, что используемые в своей работе данные интерактивные материалы, мы, педагоги, открываем для себя много нового и интересного. Мы вместе с детьми, с родителями входим в увлекательный мир цифровых образовательных ресурсов и информационно-коммуникационных технологий. Учимся вместе с ними постигать богатство родного языка, быть интересными, креативными, позитивными, и таким образом становимся более профессиональными, грамотными, а самое главное, эта работа доставляет нам удовольствие. Спасибо за внимание. Спасибо, Октябрина Богдановна. И еще одно выступление, посвященное дошкольному уровню образования, представит Жамбалова Ценжидма Базаргуруевна, заведующего детского сада, Челутайского детского сада Тополек Агинского района. Пожалуйста, Ценжидма Базаргуруевна. Вот этот звук посторонний, это Ценжидма Базаргуруевна у вас, да? Нет, не наша. Нет, Не ваша? не Елена наша. Базарова. Ага, все, выключил. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Каждый народ остается сам собой до тех пор, пока сохраняет свой быт, язык, особые климатические человеческие отношения. На современном этапе развития общества вопрос обучения языкам становится одной из актуальнейших проблем дошкольного образования. Зачастую практикуется двуязычие обучения в детском саду, которое предполагает практическое овладение ребенком бурятским и русским языками как средствами общения. Первичная диагностика с детьми выявляет, что все дети очень плохо знают свой родной язык, не знают стихотворений, песен и других форм фольклора, не знакомы с подвижными бурятскими играми. Такие результаты объясняются следующими причинами: изменение современного социокультурного пространства, несоблюдение исторической преемственности поколений. Провели анкетирование среди родителей наших воспитанников и детей, владеют ли родным бурятским языком. Результаты можете посмотреть на слайде. Предпринятые на сегодняшний день попытки национального воспитания показывают, что самым слабым местом в этой деятельности является общество, то есть мы, взрослые. Поэтому диагностировали взрослых, как вы относитесь к обучению детей дошкольного возраста через интерактивные игры. За 2 года дистанционного обучения по большинству голосов созданы и проведены электронные интерактивные игры.
И именно во время работы с электронными дидактическими играми мы поняли, что подача информации на экране или на мониторе компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес. Вторичная диагностика после года работы показывает, что у детей показатель улучшается мелкими шагами. По существу играть и через игры познавать окружающий мир – это естественное состояние для ребенка этого возраста. В этом возрасте у детей преобладает наглядно-образное мышление. Поэтому очень важно не только рассказывать, но и показывать. Для этого необходим различный наглядный материал. Интерактивная игра способствует формированию устойчивого интереса к учению и снятию напряжения, активизирует деятельность обучаемых и позволяет вовлечь в учебный процесс слабых и стеснительных детей. Игры по изучению бурятского языка помогают запоминать слова, закреплять знания, приобретаемые на организационной учебной деятельности, и в ходе интерактивных игр дети, играя, не замечают, что идет обучение. В связи с этим нами была выбрана тема обучения детей дошкольного возраста родному языку через интерактивные и дидактические игры. Потому что с каждым годом что-то меняется и прогрессирует, и мы живем в мире, который становится зависимым от информационных технологий и ресурсов. Даже маленькие дети от 2-3 лет идут в ногу с новыми инновационными технологиями. И мы, как педагоги, должны поддерживать и помогать осваивать им эти навыки. И поэтому представляем вам несколько дидактических пособий в электронном виде, 5 драгоценных животных Таван Хушумал, Армун Хойр и Жуно 12 закадычных друзей, Харын Лита лунный календарь, Алтын Хава золотая чаша, Шитите Хамза волшебный сундучок. Цель внедрения интерактивных дидактических игр с целью обогащения и закрепления знаний по бурятскому языку, проявить интерес к изучению бурятского языка и активизировать словарный запас, совершенствовать диалогическую речь, мышление, внимание, память, воспитывать у детей любовь к родному народу, уважение к старшим и культуре своего народа. И в дидактическом пособии 5 драгоценных животных Таван Хушумал собраны электронные игры с животными. В основном игры предназначены от 4 до 7 лет. Электронные игры для детей имеют развивающее значение, способствуют развитию познавательных процессов, доступны для использования игры в семейном воспитании, тренируют наглядно-образное мышление, словесно-логическое мышление, активный словарь. Дети закрепляют умение группировать и классифицировать предметы, используя игровые упражнения, учатся точно следовать инструкциям. Например, коллеги, посмотрите, пожалуйста, игру Дурвун Улу 4 лишний. Это у нас первая наша игра, первая работа была. Цель игры – закреплять умение находить 4 лишний предмет и объяснять, почему он лишний, расширять представление об особенностях окружающих нас предметов, систематизировать знания детей о предметах ближайшего окружения, воспитывать внимательность. Эту игру можно играть с детьми от 2 до 3 лет. Переходим ко второму пособию. 12 закадычных друзей Армун Хойр и Жунут. В этот сборник собраны игры о профессиях, то есть познавательные и поучительные. В основном дети могут играть с родителями. Например, изучая тему о профессиях Мыргыжултухай, родители вместе с детьми закрепляют в игровой форме данную тему с помощью Мыргыжултухай. И мы заметили, что родители проявляют большой интерес к интерактивным играм на бурятском языке. Для некоторых название предметов на бурятском языке в новинку. Таким образом, родители помогают и себе, и ребенку освоить и закрепить материал более качественно. В этой игре нужно отгадать загадку. Ответы на выбор представлены в картинках. В этой игре дети выбирают из 2 предложенных игр одну. После первой могут перейти во вторую. Какому профессию нужны эти предметы?
Использование интерактивных игр позволяет не только повысить качество образовательного процесса, но и создает условия для организации дистанционного обучения педагогов и родителей. Переходим к третьему. Лунный календарь Монгол Харен Тале. В этом пособии созданы 3 игры о временах года. Во время игры можно на практике получить знания о том, как с детьми в наглядной и игровой форме можно запомнить и называть признаки и явления времен года. Коллеги, войдем по данной ссылке. Эту игру можно предложить детям от 4 до 5 лет и старше. Представлена загадка. Они уже по картинам должны отгадать отгадки. Здесь дети рассматривают, а в этом слайде отгадывают загадку, объясняют выбор картины. Если правильно, то вот картина выходит. И объясняют, почему люди на ней легко одеты. Можно посчитать яблоки, наоборот. Также слайд касается осени. Здесь тоже педагог загадывает загадки, дети угадывают, какое время года изображено. Далее воспитатель задает вопросы, по каким признакам воспитанники определились. Какого цвета листья на деревьях и в какой одежде люди на картине ходят. Дальше у нас уже идет зима. Также дети отгадывают загадки, рассказывают, по каким признакам определили зиму, и как одеты дети, и во что они играют в зимнее время. Как и в предыдущих слайдах, дети рассматривают весну, отгадывают загадки, объясняют выбор картины, рассказывают, как одеты люди. Золотая чаша Алтын Хава. В этой пособии созданы игры о посудах. Познакомить с обобщающим понятием посуда, о ее видах, назначении. Образовательные задачи: расширение и закрепление знаний о посуде, учить находить сходства и различия предметов. Вот убери лишнее, если правильно ответил или неправильно. Все это показывает мультяшный герой Микки Маус. Второе задание: добавьте нужный предмет. Из нижнего ряда нужно добавить нужный предмет. Если неправильно, то уже вот Микки Маус показывает, что это неправильно. Если правильно показывает, то Микки Маус уже аплодирует. Пятое дидактическое пособие – это волшебный сундучок. Здесь созданы 5 игр для развития. Вот, «Угадай мелодию» – это самая любимая игра для наших детей, но мы с вами посмотрим игру Заучивание благопожелания дает детям первичное представление об окружающем мире, расширяет словарный запас, тренирует память, развивает мышление, а самое главное, речь ребенка помогает ему овладеть средствами звуковой выразительности. Это тон, темп, сила, голоса, тембр, интонация. Все это способствует выработке четкой дикции. Нужно повторять за голосом. Какая же мотивация может быть для заучивания? Для этого мы говорим, что нужно каждый раз, когда идешь в гости или же какие-то праздники, нужно говорить, если подарка нету, то можно благопожелание сказать, и это будет подарком. Также можно участвовать в театрализованной деятельности для выступлений на утренниках, на праздниках, поэтому дети учат очень охотно. Есть несколько методов заучивания, но мы выбрали этот.
Возвращаясь к 5 дидактическим пособиям, мне очень хотелось бы сказать, что для достижения целей и задач мы усовершенствовали дидактические пособия, превращая в электронные из-за дистанционных занятий с детьми. Использовать электронные пособия очень удобно, так как большое разнообразие заданий. Перед нами, воспитателями, открываются безграничные возможности для эффективной творческой работы с детьми, с родителями. И, уважаемые коллеги, вы посмотрели, как можно использовать интерактивные технологии для обучения родному языку детей дошкольного возраста и в то же время поучаствовали. И надеемся, что сегодняшняя информация для вас оказалась интересной и полезной. Желаю вам успехов и творчества в вашей ежедневной работе с детьми. Спасибо. Спасибо. Жильма Базаргуруевна, уважаемые участники, у нас прозвучали 2 доклада, посвященные дошкольному образованию. Безусловно, игра у нас ведущий вид деятельности у наших малышей, и то, что наши педагоги очень активно используют самые разные ресурсы. Это дидактические электронные игры, создание мультфильмов, в том числе пластилиновых, да, социальных роликов. Это, безусловно, очень важно и мотивирует и детей, и семью для развития изучения родного языка. Уважаемые коллеги, в чате мы отправили ссылку на рабочую тетрадь. Просим, мы работаем в формате мастерской, да, просим параллельно, пока вы слушаете выступления наших спикеров, просим по ссылке перейти, открыть рабочую тетрадь, это Google форма, и заполнять по ходу выступлений. Ссылка в чате представлена. Итак, каким же образом происходит развитие этнокультурного образования на уровне начального и общего образования? Далее у нас будет представлено 4 доклада от педагогов школ нашего округа. И слово сейчас предоставляется Дариме Николаевне Бальжировой, учителю начальных классов Агинской школы номер 1 поселка Агинская. Пожалуйста, Дарима Николаевна. Добрый день, уважаемые коллеги, участники конференции. 2019 год стал переломным в развитии всего образовательного сообщества, и для коллектива нашей школы он не стал исключением. Мы научились жить в условиях неопределенности, учиться онлайн и взаимодействовать в цифровой среде. В сегодняшнем выступлении мы проанализируем наши достижения и ошибки на примере дистанционного урока бурятского языка, в котором представлен опыт применения сервисов Google. Дистанционный образовательный процесс в Агинской средней школе номер 1 выстроен на единой платформе с применением сервисов Google, Google Gmail, Google Meet, Google Календарь, Google Диск, Google Формы и так далее. С 2014 года наша школа пользуется пакетом сервисов G Suite for Education. Так, у каждого учителя, ученика, у каждого класса есть свой аккаунт. Также есть группа рассылок у каждого методического объединения. И все сервисы синхронизируются с любым мобильным устройством. Таким образом, все участники образовательного процесса могут работать с разных устройств. Проведение видеоконференции обеспечивается сервисом Google Meet, инструментом, предназначенным для онлайн-уроков, видеоконференций. Присоединиться к уроку в Google Meet может любой пользователь, у которого есть Google аккаунт. Видеовстречи, онлайн-уроки не имеют временного и количественного ограничения. Кроме того, все уроки, встречи удобно создавать в Google календаре. Этот инструмент позволяет учителю не тратить свое время на создание ссылок и их рассылку учащимся. Наличие корпоративных адресов у каждого ученика освобождает учителя от необходимости давать разрешение на вход, позволяет легко отслеживать посещаемость. Для хранения любых данных, видео, аудиоматериалов, фото, документов и так далее, есть инструмент Google Диск. Для проведения урока диагностических средств, тестирования, анкетирования можно использовать Google формы. Все инструменты
Google бесплатные, удобные, понятные и могут быть использованы на любом уроке. Разработка любого урока начинается с постановки целей и задач, которые определяют содержание учебного материала, выбор заданий, средств обучения. Вводно-мотивационный этап урока – один из важных моментов занятия. Старт, необходимый для вхождения в учебную деятельность, шанс учителя захватить, зацепить внимание учащихся, создать мотивацию. На этом этапе урока целесообразно проводить фонетическую зарядку для отработки наиболее трудных звуков, звукосочетаний, так как большинство детей сегодня не выговаривают звуки с акцентом. Например, звук «г» произносят как «х». Звуки «у», «о» вызывают затруднения. Фонетическая зарядка занимает небольшой отрезок учебного времени, так как основными трудными звуками бурятского языка для всех являются вышеназванные звуки. Время от времени фонетическая зарядка дополняется отработкой слов по определенной теме, тем самым закрепляется новая лексика. Для этого можно использовать фонетический игры на основе Google книжек. Во время дистанционного обучения зарядку учащийся может проводить самостоятельно. Для этого детям предлагается сделать запись звуков на любом мобильном устройстве и отправить аудиофайлом на проверку учителю. Также можно проводить речевые зарядки, которые способствуют формированию коммуникативной компетенции учащихся. На онлайн-уроках бурятского языка элементами речевой зарядки могут быть дежурные стишки, жоро, онигмуно, табринот и так далее. Для постановки учебной задачи на онлайн-уроке можно использовать Google презентации, видеоклипы, аудиозаписи, изображения, тексты и тому подобное. Кроме того, школьники и учитель могут вместе посещать веб-сайты с целью получения актуальной информации в режиме реального времени. Ну а мы уроки бурятского языка обычно начинаем с рассказа выученного стихотворения на родном языке. Перед заучиванием стихотворения разбираем, о чем говорится в тексте, выделяем тему и главную мысль произведения, выясняем значение незнакомых слов и выражений. Кроме того, работаем над выразительностью чтения. Многократное повторение. Ирина Николаевна, микрофон включите. Уроки бурятского языка мы обычно начинаем с рассказа выученного стихотворения на родном языке. Перед заучиванием разбираем, о чем говорится в тексте, выделяем тему и главную мысль произведения, выясняем значение незнакомых слов и выражений. Кроме того, работаем над выразительностью чтения. Многократное повторение выученных стихотворений развивает память, пополняется словарный запас, речь становится более богатой. У детей развивается фонематический слух и важнейшие навыки текстового мышления. Ну и стихи воспитывают особое отношение к литературе, открывая прекрасный мир поэзии. Сейчас я открою вам видео, на котором представлено начало одного урока. Звука нет. Звука нет. Звук выбрать. Звук. Звук. Ага, звук. Звука нет, можно остановить. Продолжайте, Ирина Николаевна. Хорошо, сейчас. Я переключаюсь. Так, но большая часть учебного времени дистанционного урока, как и при традиционном, отводится на операционно-содержательную часть. На этом этапе можно использовать разные инструменты Google. Например, для организации групповой работы удобна виртуальная доска Jamboard. Для этого учащихся можно распределить на группы при помощи рандомайзера, например. Групповая работа чаще всего предполагает решение учебной задачи, выполнение проекта и его защиту. Обсуждение работы обычно проводится в режиме онлайн во время урока. Кроме того, в ходе данного этапа учащиеся работают с Google книжками,
делают записи в тетрадях. Задания направлены на поиск способов действий, обнаружение новых правил правописания и так далее. На этапе закрепления нового материала учащиеся выполняют задания практического характера. Для их проверки можно успешно применять Google формы с автоматической проверкой. Для проведения оценочно-рефлексивного этапа на уроках бурятского языка можно использовать такие инструменты, как Google формы, презентация готового продукта, минутное эссе, оценочные средства формирующего оценивания, например, как лист оценки групповой работы и так далее. Рассмотрим пример дистанционного урока урока бурятского языка на разработанного в Google форме. Сейчас я запущу слайд. Тема, например, «Буруша, частица нуды, уйлубнуд, да я же бышкам». Урок разработан в Google форме. Такой формат позволяет минимизировать риски и трудности, которые могут возникнуть, например, из-за низкой скорости или нестабильного интернета, или пропуски урока из-за болезни и так далее. В таких случаях достаточно будет ребенку открыть Google форму, самостоятельно изучить тему, выполнить задание и получить отметку в удобное ему времени. Занятие начинается с организационного момента. Здесь все расписано. Далее проводится фонетическая зарядка. При этом, например, дети должны записать на свое мобильное устройство эту фонетическую зарядку, как они ее провели, и отправить аудиофайлом учителю. Для постановки учебной задачи, например, здесь на этом уроке предлагается картина, на которой изображен знак из всероссийской проверочной работы по окружающему миру, и таким образом осуществляется межпредметная связь на уроке. Решение учебной задачи происходит на основе сравнения предложений, затем выводится правило правописания частиц буйды с глаголами и сверяется с правилом в учебнике. Для закрепления нового материала предлагаются задания в Google форме. В целях усвоения новой темы учащиеся выполняют тестовые задания. Проверка может быть автоматической или ручной. Все ответы детей собираются в Google форме. Оценка деятельности ребенка на уроке осуществляется на основе проверки теста, записи в тетради и домашнего задания. То есть таким образом любой дистанционный урок можно провести в Google форме. Ну, подводя итоги, можно отметить, что инструменты Google предоставляют широкие возможности для проведения уроков по любым школьным предметам, в том числе и по бурятскому языку. В целом, использование дистанционных образовательных технологий стимулирует нас, педагогов, к постоянному самообразованию, поиску и освоению новых цифровых ресурсов, искать пути взаимодействия с учащимися при удаленной работе. Благодаря этому учитель выполняет задачи, поставленные перед ним, и остается проводником знаний, помощником и консультантом в настоящее непростое время. Спасибо. Спасибо, Дарима Николаевна. Уважаемые участники, в условиях, в которых мы работаем с вами последние 2 года, да, очень актуальное содержание представлено, и вы увидели, что Google форму можно использовать не только как элемент, да, как один из инструментов для организации рефлексии и так далее, но и вообще провести вот полностью урок, то есть заполнить Google форму, туда урок весь включить и отправить ребенку, который находится, например, в режиме дистанта. Следующее направление, очень важное направление, это организация проектно-исследовательской деятельности в школе. И свой опыт по организации работы в данном направлении представляют Тумен Кимович Цезенишиев и Байырма Дажиевна Даржапаланова, учителя технологии Агинской школы номер 1 городского округа поселок Агинское. Пожалуйста, коллеги. Добрый день, уважаемые участники симпозиума. Агинская средняя общеобразовательная школа номер 1 имеет статус ресурсного центра. Ой, простите, пожалуйста, демонстрация экрана.
Агинская средняя школа номер 1 имеет статус ресурсного центра внедрения этнокультурного содержания в образовательный процесс. Реализация этнокультурного образования в школе и созданные ресурсы, это кадровые, методические, материальные, позволяют не только сохранить интерес своей родной речи, культурным ценностям народа, но и изучить его творчески, развивать и обогащать культурное наследие. В рамках деятельности ресурсного центра по сохранению и трансляции этнокультурных ценностей реализуются инновационные проекты, направленные на духовно-нравственное воспитание и художественно-эстетическое развитие личности. Школа участвует в реализации этнокультурных проектов, являющихся инструментом развития и оценки планируемых результатов. Учителя Агинской средней школы номер 1 разработали систему работы по реализации этнокультурного содержания, включающую различные технологии и формы организации учебно-познавательной деятельности. Особую значимость в реализации этнокультурного образования на уроках технологий имеет метод проектов, который позволяет школьникам в системе овладеть организацией практической деятельности во всей проектно-технологической цепочке, от идеи до ее реализации, моделей, изделий. На современном уроке технологий материальные продукты, изделия должны выступать для обучающих не только целью изготовления, а средством познания и исследования. Проектно-исследовательская деятельность становится необходимой технологией, позволяющей организовать реальную поисково-исследовательскую деятельность учащихся по самостоятельному наблюдению, сравнению, обобщению знаний. Таким образом, ученик в учебном процессе выступает в роли исследователя, преобразователя окружающей его действительности. Если рассмотреть конкретно на примере проекта Ташур «Символ власти и удачи», обобщение имеющих сведений по бурятскому ташуру, его изготовлению, позволило восстановить способ его изготовления с использованием современных технологий. Изучая виды ташура и приемы изготовлений, творчески перерабатывая их, учащимся было выполнено оригинальное оформление. На первом этапе учитель организует анализ готовых изделий, объектов материального наследия народа. Выбор объектов осуществляется в соответствии с целями и задачами урока на основе целесообразности внедрения этнокультурного содержания. Обсуждаются возможные технологические операции по изготовлению изделия. Учащиеся называют уже известные им способы выполнения разметки, выделения деталей из заготовки, сборки и так далее. В некоторых проектах учащиеся открывают неизвестные для себя технологические приемы, способы. При подготовке к проекту Ташур было организовано сопоставление культур разных народов: казачья нагайка, древнерусский кистень, китайский хлыст тяо, кнут, плеть. По иллюстрациям учащиеся постарались проанализировать объект и на его основе предположить образ жизни людей, природные условия, материал изготовления. Информация для анализа может быть отражена разными способами: текстовые, газетные статьи, статьи в глобальной сети, видеоматериалы, изображения. Кроме этого, возможно организация экскурсий в этнографический музей, встреч с народными умельцами. В рамках рассматриваемого проекта учащийся встретился с Баиром Байсхалановым, народным мастером-умельцем, изучил статьи Батыра Кунцковича Чемиторжина, руководителя общественной организации Алтанжаса, политолога Андрея Куропаткина. На основе анализа объекта ученикам может быть предложено нарисовать эскиз, подготовить описание, сравнительную таблицу, то есть учебно-познавательная деятельность организуется учителем таким образом, что знание становится результатом собственной деятельности учащихся. На следующем этапе организуется анализ, обобщение и обсуждение результатов поисково-аналитической работы. Это может быть обсуждение найденных решений, выбор оптимального решения, обобщение, анализ и обсуждение эскизов будущих изделий. На этапе организации технологического процесса учитель вместе с учащимся продумывает технологический процесс выполнения задания
и его вариативность по сложности выполнения. В рамках проекта Ташур был выполнен чертеж развертки, самостоятельно заданные размеры, составлена технологическая карта изготовления. На этапе рефлексии оценивается деятельность школьника с точки зрения качества выполненной работы, самостоятельности, полноты и точности отражения поисковой информации в объекте труда. Итак, педагогический потенциал культурного наследия содержит в себе немалый идентификационный ресурс, сущность которого заключается в обеспечении школьника культурными ориентирами, заложенными в социальном опыте народа. Модель реализации этого культурного содержания у каждого учителя в каждом предмете может быть и должна иметь свои особенности. Однако изучение и познание культурного наследия народа должно обеспечивать субъективную активность обучающихся. Эффективность данного процесса повышается за счет использования проектных и исследовательских форм работы. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию мастер-класс по изготовлению бурятского ташура. Через демонстрацию экрана, ага, коллеги. Да, сейчас. Не запускается, да, видео или что, какие проблемы? Так, сейчас минуточку, пожалуйста. Да. Угу, все, запускается, хорошо. И звука нет. Сейчас хорошо. Да? Какой-то значок был. Остановить демонстрацию. Да. Еще раз остановите демонстрацию. Заново запустите. Так, сейчас. Не-не-не. Здесь было. Не-не-не. Нет, это на который. Не-не-не. Запустите демонстрацию сначала. Все наше. Ага. Предлагаем вашему вниманию мастер-класс, посвященный технологии изготовления бурятского ташура. Средство для управления лошадью, представляющее собой короткую плеть, сплетенную из нескольких ремешков. Сегодня мы будем изготавливать не традиционную плеть, а символическую плеть-оберег. Данную плеть выделяет то, что с двух сторон ее рукояти будут вырезаны сакральные для кочевника символы. Голова дракона, держащая зубами начало плети, и голова коня, символизирующая удачу. Следует отметить, что ташур – это плеть, сопровождавшая кочевников монголов и бурят испокон веков. Она считается не только инструментом обихода, но и символом власти и защиты степняка, оберегающего его семью, жилище и скот. Освоение технологий позволяет успешно выполнять совместно с учащимися проекты, участвовать с ними на выставках прикладного искусства, научно-практических конференциях. Сырьем для создания ташура, как правило, служат деревянные бруски березы или кедра, сыромятая кожа. Основными этапами при изготовлении ташура является заготовка деревянной ручки, которая включает резьбу и покраску, заготовка и плетение кожаного хвоста плети, скрепление кожаных частей с ручкой. На первом этапе из деревянного бруса вытачивается вручную или на токарном станке цилиндрическая ручка. В среднем ее размеры достигают до 30-37 см. В диаметре же от 2,5 до 3,5 см.
С обоих концов ручки вырезается при использовании токарного станка, вытачивается 3 канавки шириной от 1 до 2 мм, с расстоянием между ними 5 мм. В эти канавки в дальнейшем будет вдавлена медная или серебряная проволока. С торца ручки высверливается отверстие диаметром 1 см, глубиной 3,5 см от края для ремней и плети. На другом торце ручки по желанию выжигается узор или устанавливается полудрагоценный камень. На середине ручки между вырезанными канавками по желанию выжигается или вырезается рисунок коня или надписи на старомонгольском языке. Надписи строго имеют тему, либо данные хозяина, его род, либо имена лошадей. Чаще выжигают или вырезают надпись «чуло», «чу», то есть слова, понукающие коня, а в народном поверье и удачу. Готовая ручка шлифуется мелкой шкуркой и покрывается лаком или маслом. На этапе заготовки кожи для плети из сыромятой кожи толщиной от 2 до 4 мм вырезаются полоски для плети шириной 8 мм, длиной 1 метр. Полоски для крепежа плети шириной 6 мм, длиной 30 см. Готовая полоска кожи для крепежа плети посередине завязывается в простой узел. Все изготовленные полоски кожи обрабатываются ножом со скабливанием с обоих сторон до нужной гладкости. При необходимости лицевая сторона может быть проглажена теплым утюгом. 2 полоски сыромятой кожи для плети сгибаются пополам и просовываются в торцевое отверстие ручки боком к поперечному отверстию. Просунутые полоски кожи насквозь вдевается полоска кожи для крепежа плети, завязанным узлом, который заклиниваются полоски кожи для плети путем вытягивания их до запора. В боковое отверстие с тыльной стороны ручки продевается полоска кожи для ремня ручки плети на расстоянии 5-7 см от свободных концов полосок кожи. Для ручки прорезаются продольные полосы длиной 5 мм в шахматном порядке. Напротив прорезанных полосок боковые стороны суживаются подрезанием полукругом глубиной до 1 мм и длиной 5 мм. Конец одной полосы просовывается в отверстие и вытягивается до попадания в вырезанную полосу ее суженной части. Вторая полоса кожи просовывается во второе свободное продольное отверстие и также вытягивается до попадания в вырезанную полосу ее суженной части. Свободные концы полосок кожи разрезаются на 2 части. Вытянув полоски кожи поровну по 2 части в обе стороны, плетем кожу до остатка полос в 8 см. Хвост ташуры плетут косичкой очень туго, чтобы туда не попадала влага и чтобы кожа не могла размякнуть. На оставшемся расстоянии 2 противоположных незаплетенных концов полосок кожи прорезаются продольные отверстия длиной 7 мм, куда одеваются противоположные свободные полоски кожи. Свободные концы полосок кожи разрезаются на 2 части. Себестоимость изделия достигает от 1500 до 2500 рублей, в зависимости от выбранного материала и длины ручки изделия. Итак, технология изготовления ташуры является нетрудной, но требует усердия и кропотливой работы. Существуют различные виды приема изготовления ташуры. Творческая переработка приемов, их адаптация позволяет приобщить подрастающее поколение к изучению и освоению традиционных видов ремесел, осмыслению культурного наследия народа, что позволяет органично заложить фундамент эстетических и нравственных идеалов у детей. Ой. Коллеги? Все, да? Вы завершили? Гульмира Даржиевна? Да, завершить. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Нам хотелось продолжения от вас восклицательного знака, поэтому мы решили уточнить. Туман Кимович, Гульмира Даржиевна, спасибо большое за представленный опыт. Конечно, вот те символы культуры нашей бурятского народа, они находят отражение в проектной исследовательской деятельности. Вы видите, каким образом учителя, работая с детьми, с использованием данного содержания, доводят, конечно, их до результата, до разных научно-практических конференций. Спасибо. Идем дальше. Следующее выступление.
опыт использования приложения, конкретного предложения, да, MyHeritage, представляет Ирина Олеговна Галсанова, учитель бурятского языка Моготовской школы номер 3 Моготовского района. Пожалуйста, Ирина Галсановна. Ага. Здравствуйте, Ой, уважаемые Ирина участники. Олеговна, простите. Мгм. Разрешите мне выступить с докладом. У меня что-то тут технические неполадки, презентация. Так, все, я зашла. Мгм. Так, целью моей работы является формирование гражданственности и патриотизма, уважения к семейным ценностям и традициям как основа воспитания учащихся. Задачи: изучение основ родословной с помощью приложения, формирование мировоззренческих позиций, овладение элементарными методами сбора, хранения, первичной обработки и анализа генеалогической информации, развитие эмоциональной сферы, воображения, радости и открытий. Хочу начать свою работу со слов: незнание своей родословной – это неуважение к своим корням. В наше время проблема изучения истории своей семьи наиболее актуальна, так как семьи в современном мире теряют связь поколений. Наряду с современными технологиями появляются разные мессенджеры, такие как Viber, WhatsApp, Instagram и так далее. Появляется масса возможностей видеться в онлайне. Живое общение сведено к минимуму не только между дальними, но и между близкими родственниками. Изучение родословной семьи способствует более тесному общению ее членов, развивает интерес к истории семьи, способствует укреплению духовных ценностей, повышает ее культурный уровень. Зачем же нужно строить генеалогическое древо? Начнем с того, что это интересное, увлекательное занятие. Оно очень похоже на профессию сыщика и археолога. MyHeritage переводится как «Мое наследие», семейно ориентированная социальная сеть и генеалогический сайт, который позволяет зарегистрированным участникам создавать собственные семейные веб-сайты, обмениваться фотографиями и видео, организовать семейные праздники, создавать родовые древа и искать предков, производить генеалогические ДНК-тесты и так далее. «Мое наследие» насчитывает более 71 миллиона пользователей и является одним из крупнейших сайтов в области социальных сетей и генеалогии. И позвольте мне продемонстрировать презентацию. Угу. Ну, в целом приложение имеет очень интересные возможности: составление семейных древ, различного вида оформления, печать семейных древ, печать отчета, введение статистики, приглашение на сайт родственников, редактирование не только при помощи программы, но и при помощи сайта. Так, для начала работы с ресурсом следует зарегистрироваться. Это идет процедура регистрации достаточно простая и понятная. Система попросит ввести вас электронный адрес, пароль, и сразу же посредством простых вопросов поможет ввести вам начальные сведения о себе и ближайших родственниках. Структурный сайт делится на несколько разделов: вашу персональную страницу, семейное древо, ДНК, тесты, фотоматериалы. Мы сосредоточимся на разделе, касающемся создания и построения семейного древа. Это получается важный и самый практический раздел сайта, с помощью которого мы можем построить и должным образом визуализировать свое генеалогическое древо. Создание дерева начинается от вашего лица, от вашей семьи. Дерево можно строить по разным Ирина линиям. Олеговна, вы слайды листаете, да? У нас просто стоит на первом. Ага, дальше идет, ага. Отцовское У и нас на материнское. первом стоит слайде. У вас листается, а у нас не листается. Вы его откройте, оставьте в режиме этого не показа, а переключитесь, заново демонстрацию включите и по слайдам переходите, когда комментируете. Так, вообще не получается, да? Да. Так, заново. Теперь заново, ага. И потом по слайдам переключайте. Так. Так, все, вот видим. Ой. Ой. Вот так? Нет. Не видно. Сейчас запускается.
Мгм. Вот. Добавление Да, это брачного партнера мы видим. дальше я листаю и ой, как-то показывает. Ага. Да, добавление родственников. Нет. Дальше добавление родственника. Так, можно здесь одна из лучших возможностей, получается, редактировать можно свою страницу, благодаря чему получите возможность вести еще более подробную информацию о личности, именно сведения о биографии, образовании, контактные данные, работу, что получается, цитаты, интересы и так далее, да. В разделе «Биография» вы можете напрямую записать, то есть в контактных данных можно внести адреса, электронные ящики, телефоны и так далее. Дальше. Одна из лучших возможностей системы MyHeritage открывается, когда внесенные вами данные об определенном лице совпадают с аналогичными данными, которые внесла в систему другое лицо. Вот, допустим, моя страница. Здесь находятся мои же родственники, которые по моей рекомендации зашли на эту страницу и добавили своих родственников. И получается, у меня совпадение лично отправляется на мою страницу. Дальше. Дальше идет интересная опция системы, сервис «Семейная статистика». Здесь в виде графиков, диаграмм визуализируется информация о процентном соотношении мужчин и женщин в семье, количество живых родственников относительно умерших и так далее. Да? Статистика отношений, дальше статистика распространенных в семье имен, и так далее. Здесь существует также отдельный подраздел по возрастной и территориальной статистике. Можно добавить, что платформа является динамичной и постоянно развивается. Здесь каждый раз появляются новые возможности для исследователей собственной генеалогии. Так, значит, с учениками 9-11 классов, загрузив это приложение на свои смартфоны, прошли не один урок по совершенствованию его заполнения. Я думаю, что это не только работа учеников, но и, наверное, родственников в целом, в семьи. Сидя дома, ребенок интересуется своими родственниками, младше его и намного старше. В интернете благодаря этому приложению остается ценный груз про наше происхождение. Ведь старшее поколение уходит, остается лишь память. Ведь для бурят генеалогическое древо – это основа основ. Получается, еще далее у меня пройдет, конечно же, не один урок по совершенствованию и дополнению информации. В заключение хотелось бы сказать, в век технологий каждому учителю важно шагать в ногу с современными детьми, искать пути и возможности сохранения и популяризации нашего родного бурятского языка. Ведь простым традиционным уроком сложно заинтересовать учащихся. Я думаю, что это приложение не только на бурятском языке, но и можно всем использовать и учителям, и студентам, и так далее. Спасибо за внимание. У меня все. Спасибо, Ирина Олеговна. Уважаемые коллеги, мы вот здесь видим в чате, да, у нас подключились наши коллеги из Республики Бурятия, из Иркутской области. Детский сад «Елочка» из поселка Усть-Ордынского, Люрская СОЖ, Усть-Ордынский детский сад номер 1, детский сад номер 28, школа номер 8 города Улан-Удэ, Нукутский район, Закулейский детский сад. Коллеги, приветствуем вас. Мы очень рады, что вы подключились и работаете вместе с нами. Те, кто не прошел регистрацию, вот Google форму в чате мы отправили. Пожалуйста, перейдите по этой Google форме и пройдите регистрацию. Меня исправили. Люрский детский сад, простите. Ага, пожалуйста, те, кто не зарегистрировался, просим зарегистрироваться. Те, кто уже регистрацию проходил, вам заполнять не нужно. И напоминаем, что мы работаем с рабочей тетрадью параллельно, да, когда выступают наши коллеги.
Мы продолжаем. Пожалуйста, сейчас микрофон передаем Цицик Дашиевне Жамбалдаржиевой, заместителю директора по учебно-воспитательной работе Топтанайской школы Дульдургинского района. Добрый день. Цицик Дашиевна. Добрый день, уважаемые участники симпозиума. Цифровизация современного мира требует инновационного подхода к изучению национальной культуры. Поэтому одним из основных направлений деятельности нашего коллектива является интеграция национальной культуры в содержание предметов областей через цифровые образовательные ресурсы. Развитие интереса подрастающего поколения к сохранению и развитию культуры своего народа. Формирование ценностей национальной культуры как культурологической составляющей личности учащихся требует глубокого и всестороннего изучения его не только психологических и этнокультурных, но и с педагогических позиций. Выявление соответствующих закономерностей и последующего использования их в учебно-воспитательном процессе. Для достижения цели ставим следующие задачи. Внедрить этнокультурный компонент содержания и областей. Использовать цифровые образовательные ресурсы для интеграции национальной культуры в учебно-воспитательный процесс. Основа нашего опыта. Цицик Дашиевна, звук прерывается, он разный, то есть это зависит, видимо, от вашего устройства. Ничего страшного, продолжайте, пожалуйста, выступление. Основа нашего опыта – это культуроведческое наполнение учебной программы этнокультурным компонентом путем интеграции. Только правильное установление межпредметных связей, умелое их использование важны для формирования гибкости ума учащихся, для активизации процесса обучения и, как в данном случае, для усиления практической и коммуникативной направленности обучения бурятского языка. Интеграция этнокультурного компонента может осуществляться по двум направлениям. Первое направление связано с включением краеведческой информации в содержание предметных областей, таких как история, география, литература, искусство. На этих уроках с помощью цифровых образовательных ресурсов мы вводим фрагментарно интересный краеведческий материал. 10-15% всего учебного времени отводится на изучение национальной культуры. Например, на уроках АДКНР в 5 классе при изучении темы в мире культуры мы вносим этнокультурный компонент «Традиционная культура бурят». На урок изобразительного искусства бурятские орнаменты помогают изучать линии и ее выразительные возможности. Обществознание. При изучении темы «Человек-личность», «Сильная личность, какая она», этнокультурный компонент, герой России Алдар Цидинджапов как яркий пример сильной личности. Тема «Мораль». Кодекс чести. Великая Яса Чингисхана. Второе направление выражается в творческом переосмыслении полученной краеведческой информации, в умении конкретизировать и анализировать исторические и современные соответствия бурятского языка. Образование в рамках этнокультурного компонента осуществляется через развитие интеллектуальных умений, формирование знаний об истории, культуре, обычаях и традициях своего народа. Воспитание средствами бурятского языка предполагает формирование у школьников понимания важности владения бурятским языком как средством общения, толерантного отношения к другой культуре, ценностного отношения к себе, другим и миру. Развитие учащихся осуществляется в процессе включения их в проектную, исследовательскую, поисковую и творческую работу. В результате такого участия ученики приобретают умение находить, обрабатывать и создавать необходимый цифровой ресурс на бурятском языке, использовать знания и навыки, полученные в изучении национальной культуры в других областях, работать в команде и самостоятельно вступать в общение на бурятском языке. Учет всех этих компонентов на содержательном уровне создает интегративное содержание урока в рамках педагогической модели интеграции национальной культуры и учебно-воспитательного процесса. В конечном счете, этот процесс содержания. Наш информационный банк разделен на 4 большие группы. Первая группа – это электронное издание контроля. Здесь представлена тема, вид разработки, класс, предметная область, автор, год разработки
и дана ссылка. При нажатии на эту ссылку учитель получает возможность получить материал по заданной теме. Вторая группа – это цифровые образовательные ресурсы с текстовой информацией. Здесь у нас представлены учебно-методические материалы, словари, сценарии, разработки уроков, рабочие программы. Третья группа – это у нас цифровые образовательные ресурсы с визуальной информацией. Здесь у нас представлены разработанные нами виртуальные экскурсии, презентации, интерактивные игры. Для обогащения уроков бурятской и русской литературы предлагается презентация о бурятских писателях. Интерактивный плакат «Путеводная звезда» Хандежа Будаева, которая является нашей землячкой. На этом плакате вы можете познакомиться с биографией, творческом пути нашей писательницы. Нажав на кнопки, вы можете узнать о фильмах, которые создала Хандежа Будаева. На уроках технологии дети имеют возможность познакомиться с различными программами двухмерного и трехмерного моделирования. Программа Claude 3D дает возможность детям сконструировать бурятский ДГЛ. Здесь программа представлена на двух окнах. Вся работа с выкройками происходит на окне двухмерного моделирования и параллельно отражается на окне 3D. Выкройки создаются путем перевода точек и дальнейшего их корректирования. Затем полученные детали сшиваются между собой, подбирается текстура ткани. В окне 3D можно сразу контролировать, правильно ли задана операция сшивания, где на ваших глазах происходит соединение деталей. Индивидуально каждый может подобрать аватара под свои размеры. Они редактируются, благодаря чему мы можем получить выкройки на любую фигуру. Для распечатки выкройки в натуральную величину мы экспортируем его в Adobe PDF. Задаем масштаб 100%, в настройках нажимаем «Постер» и в результате получаем готовые выкройки бурятских ДГЛов в натуральную величину. Это все модели, которые создавали наши дети. На уроках информатики дети у нас учатся печатать на бурятском языке, применяя соответствующую клавиатуру. Также учащимся мы предлагаем поиграть в интерактивные игры для изучения традиций и обычаев бурятского народа. Представляем вам интерактивную игру «Тавым хушом але тулнут». На экране вы видите картинку. Детям предлагают задание найти детеныша данного животного. При неправильном нажатии вы слышите звук. Если ребенок выбирает правильный ответ, то появляется детеныш этого животного. Следующее мы можем представить интерактивную игру «Марине Зугнут». Извините, этих интерактивных игр не видно. А сейчас видите? Нет. Слайды на экране. Информационный банк интерактивного содержания по бурятскому языку у вас поставлено. Слайды. Так видно? Да, Да. сейчас видно. Ага. Спасибо. Так, покажем один слайд. Вот при выборе правильного ответа появляется детеныш этого животного. При неправильном слышим звук. Так, следующая игра у нас Марине Зугнут.
Видно? Пока нет. Запускается. Так, запустилось? Нет еще. Так. Но если получится, то пока дальше продолжим. Видно? Мальчик с ноутбуком. Так он продемонстрирует игру, которая играет при изучении темы Морине Зугнут. Так. Здесь им предлагается задание угадать маски животных и подобрать правильный кубик. На экране табло выходит, сколько правильных ответов, и если ребенок правильно все угадал, выходит бырхышта. Для реализации содержания предметных областей искусства мы можем предложить презентации аудио и видеозаписи. Немаловажную роль в воспитании детей играет поисковая исследовательская работа по истории своей малой родины. Представляем вам виртуальную экскурсию по социальным объектам нашего села. Сейчас пока подготовить. Таким образом, интеграция национальной культуры через цифровые ресурсы в содержание учебного материала различных предметов усиливает мотивационную сторону предмета, содействует нравственному воспитанию, повышению образовательного уровня, творческих способностей через пропаганду национальной культуры и дает возможность функционировать самой национальной культуре как мощному фактору обучения и воспитания. Так. Видите нашу экскурсию? Нет, презентация в Google диске. Вот вкладка иншот, не вот это, вот она, по-моему, иншот. Следующую вкладку откройте просто. А так видно? Нет. Заново перезапустите. Все, экскурсия пошла. Пошла. Давай. Это у нашего обучающегося. Это работа нашего обучающегося позволяет совершить виртуальные экскурсии по селу. Тут пользователь сам вправе выбирать направление экскурсии. На объектах выделены точки, при нажатии на которые можно получить краткую информацию о данном объекте. На некоторых из них можно увидеть фотографии этих зданий в первоначальном виде. И что особенно важно, пользователь во время экскурсии также может соприкоснуться с прошлым, узнать, какой важный объект, который в данное время уже не существует, в историческом прошлом располагался на том или ином месте. Вот у нас видите фото школы в начале строительства. Вот современный вид нашей школы. В 1998 году на окружном уровне было принято решение о возобновлении замороженного строительства Дома культуры и Дома спорта. Замсоев присутствовал на этапе строительства культуры. И под его мудрым руководством сейчас функционирует наш современный Дом культуры. Спасибо за внимание.
Спасибо, коллеги. Топтанайская школа. Уважаемые коллеги, уважаемые участники, 4 доклада прозвучало. Опыт начиная от урока, да, при проектировании урока, при организации проектно-исследовательской деятельности. Конкретные приложения представили Магойтовская школа и Топтанайская школа представила вообще, как можно, да, интегрировать этнокультурное содержание в разные предметы и как организовать свое пространство, скажем так, да, можно где-то сказать и документооборот и так далее. Спасибо большое, коллеги. Сейчас далее продолжаем. Каким образом в сфере дополнительного образования можно развивать этнокультурное направление, представляет свой опыт Агинского ДДТ Раднобазарова Сыгма Адоновна. Пожалуйста, Сыгма Адоновна, Агинский ДДТ, Агинский дом детского творчества имени Иосифа Давыдовича Кобзона. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня слышно? Да, слышно, видно, все запустилось. Спасибо. Еще раз добрый день, уважаемые участники симпозиума. В условиях глобальной информатизации и высоких темпов развития цифровых технологий трансформация модели дополнительного образования становится первостепенной задачей. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей» в 2020 году на территории городского округа поселок Агинское началось внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования. В феврале 2020 года создан муниципальный опорный центр в составе Агинского дома детского творчества и детско-юношеской спортивной школы как учреждение дополнительного образования детей городского округа поселок Агинское. Координатором работы центра является комитет образования. Внедрение навигатора дополнительного образования, конечно же, позволило создать специализированный информационный ресурс и расширить спектр доступности информации о реализуемых программах дополнительного образования для детей. Актуализируя тему выступления, необходимо отметить, что мы с вами живем в противоречивое время. С одной стороны, это век технического прогресса, но с другой – век духовного регресса, снижение духовности и потери нравственности. Как сохранить традиции при реализации инноваций, отвечающих вызовам времени? В Агинском доме детского творчества ведется работа по приобщению детей к культурному наследию, обычаям, традициям бурятского народа, народным играм. Этнокультурное обучение и воспитание детей реализуется через дополнительные общеобразовательные программы по краеведению и музыкальному фольклору, через проведение воспитательных мероприятий, через проектную деятельность. Обучение и воспитание обучающихся с опорой на этнопедагогику осуществляют следующие детские объединения. По художественной направленности это детское объединение «Бурятский фольклор». В процессе обучения дети знакомятся с музыкально-песенным творчеством бурятского народа, с материальной духовной культурой, осваивают бурятские народные игры. По туристско-краеведческой направленности детское объединение «Родные просторы». Дети изучают историю родного края, проводятся выездные экскурсии по легендарным и священным местам нашего округа. В соавторстве с педагогом по краеведению Ольгой Борисовной мы разработали и реализуем проект «Величие земли родной». Данный проект состоит из следующих конкурсных мероприятий, направленных на развитие этнокультурных компетенций школьников. Они представлены на слайде. Сегодня современность диктует свои условия и в сфере дополнительного образования. Велением времени педагогов требует воспитания всесторонне развитой личности, адаптированной к условиям современной жизни. И потому у педагогов расширяется круг, идет поиск новых форм, технологий. Одним из эффективных средств формирования этнокультурной компетентности школьников в условиях цифровизации является, на наш взгляд, участие школьников в различных онлайн-конкурсах и мероприятиях на родном бурятском языке. В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID-19, все наши конкурсы и мероприятия этнокультурной направленности
информационно-коммуникационные технологии. Перевод мероприятий в онлайн-режим потребовал от нас иных способов подачи материала и методик вовлечения детей и взрослых. Сегодня хотелось бы поделиться с вами опытом проведения муниципального онлайн-конкурса чтецов и хинджаров «Материнское счастье», посвященного международному празднику День матери. Цель конкурса – воспитание культуры взаимоотношений в семье, популяризация бурятской и русской поэзии, поддержки и уважения любви к матери средствами литературы. Впервые этот конкурс мы провели в ноябре 2020 года в 2 номинациях. Это поэтические произведения о матери на русском языке и поэтические произведения о матери на бурятском языке. В первый год принимали участие 99 школьников. Через год, уже в ноябре 2021 года, мы провели второй муниципальный онлайн-конкурс чтецов и хинджаров, но немного изменили порядок проведения. Теперь конкурс проходил в 2 тура. Первый был отборочным, проходил в образовательных организациях, и во второй тур проходили победители и призеры отборочного тура, этапа. В этом году мы не стали привлекать к конкурсу учащихся 9-11 классов. Несмотря на это, был большой конкурсный отбор среди участников в своих образовательных организациях, и на муниципальном этапе участвовали 89 детей. За 2 года проведения данного онлайн-конкурса отрадно видеть, что в номинации «Поэтические произведения о матери на бурятском языке» наблюдается положительная динамика по увеличению количества участников. Это свидетельствует о популяризации родного бурятского языка среди школьников средствами поэзии. Вместе с тем растет и качество. Члены жюри отмечают разнообразие, глубину и креативность представляемых на конкурс работ. Следует отметить, что проведение онлайн-конкурсов требует хорошей подготовки как для организаторов, так и для участников. Видеосъемки участников проводились в домашних условиях, и необходимо было снять видеозапись в хорошем качестве, с костюмированием, учитывать освещение и так далее. На обработку заявок и видеоматериалов участников требуется достаточно много времени. Разрешите продемонстрировать вам видеофрагменты конкурсантов. Адоновна, звук очень сильно прерывается. Давайте продолжим. Ага. Хорошо. Ну, хочется сказать, что все наши видео находятся в доступе. Мы специально создали e-mail почту, и все наши видео, они архивированы там. Продолжая работу по развитию этнокультурной компетентности школьников, в апреле 2021 года мы провели заочную научно-практическую конференцию «Юные краеведы АГИ» среди начальных классов по секциям, которые представлены на слайде. Также в рамках реализации проекта «Великий Земли родной» в мае 2021 года с обучающимися детского объединения «Родные просторы» была организована поездка в пещеру Хайты. В этом году в марте мы планируем провести онлайн-конкурс песен «Родная земля, ты прими мои песни». В апреле планируем провести театральный конкурс «Салют талантов». Это театральные постановки и инсценировки на бурятском языке. Сейчас мы находимся на стадии разработки положений данных конкурсов. Приглашаем принять активное участие в данных конкурсах. Популярность онлайн-конкурсов, таких как Хинджарова и других, я думаю, обоснована тем, что современные дети любят снимать видеоролики, быть в кадре. Им важно освещать моменты жизни, учебы, окружающей обстановки. Участие в конкурсах с видеосъемкой – это событие здесь и сейчас. Проведение детских онлайн-конкурсов по развитию этнокультурной компетентности способствует приобщению школьников к языку, литературе, обычаям и традициям, формированию уважения и гордости за его культурно-исторические достижения и направленного на сохранение национальной культуры бурятского народа. Если говорить о практике конкретного педагога, то реалии сегодняшнего времени таковы, что обучение на расстоянии стало неотъемлемой частью образовательного процесса. Как любой педагог в это время, я задавалась вопросами, как организовать работу
работу обучающихся в онлайн-формате, как сделать обучение по бурятскому фольклору интересным, увлекательным и содержанием. Ведь на тот момент, да и сейчас в интернете не так много готового материала по бурятскому фольклору. Поэтому, как и многие коллеги, проводила дистанционные занятия на платформе Zoom и через мессенджеры. Отвечая вызовам времени в целях самообразования, мною осваиваются социальные сети Instagram, Facebook, TikTok, видеохостинги, YouTube и другие. Что касается учебного материала, например, бурятских народных песен и йохоров, в связи с тем, что это уникальный фольклорный материал, которого нет в наличии в формате аудио, то для детей я записывала их на диктофон и отправляла в группы Viber. Также все свои учебные материалы, аудио, видео, тесты к занятиям и прочее сохраняю в облачных хранилищах Яндекс и Google дисках, а детям отправляю ссылки. Это очень удобно тем, что обучающиеся могут просматривать материал в свое свободное время, и также в случае поломки техники все они сохранены и находятся в доступе. На экране представлены электронные образовательные ресурсы, которые используются мною на сегодняшний день. Круглые инструменты, видеопрезентации, интернет-ресурсы, сайты, используя в своей работе, смотрю сайты Центра развития бурятской культуры Забайкальского края, Республики Бурятия, Центра народного творчества и так далее. Подготовка к тестам, создание презентации к занятиям – это творческий процесс, поиск нового, интересного, содержательного материала. Онлайн-сервисы дают педагогу возможность сделать занятия интереснее и разнообразнее, организовать совместную деятельность педагога и обучающихся, осуществлять контроль и самоконтроль. При проведении дистанционных занятий стараюсь обязательно проводить небольшие физминутки, чтобы дети могли немного отдохнуть и подвигаться. Для этого использую видеоролики, записи в YouTube и TikTok. Конечно, не все и не всегда идет гладко. Трудностей как технических, так и организационных, особенно в начале, было много. Но тем не менее, как и все педагоги, адаптировала свою программу к дистанционному формату. Мы освоили новые приемы работы, изучили, применяем новые инструменты, сервисы, платформы, постоянно взаимодействуем с родителями и обучающимися. И сейчас работа в данном направлении продолжается. И она интереснее и, надеюсь, содержательнее с каждым разом. Если говорить о результатах, то они представлены на слайде. В условиях дистанционного обучения воспитанники детского объединения «Бурятский фольклор» неоднократно становились дипломантами, лауреатами и участниками конкурсов этнокультурной направленности. Для популяризации бурятского языка обучающиеся принимают участие не только в конкурсах, фестивалях, но и различных акциях, таких как в рамках месячника бурятского языка в Агинском бурятском округе мы принимали участие в акции «Бурят хылые мудит, ру хылые мактые». Дети писали письмо прохожему на бурятском языке на тему «Би бурят хумби». Принимали участие в акции поздравления с Новым годом на родном языке, организованной Фондом сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации в сети интернет. Участие в онлайн-конкурсах, акциях этнокультурной направленности помогает развить положительную мотивацию у обучающихся, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению бурятского фольклора, способствует развитию творческого мышления. Сохраняя культурное наследие бурятского народа в условиях цифровизации дополнительного образования через конкурсы и онлайн-занятия, мы не забываем и о том, что нужно оградить детей от большого влияния информационных технологий, появления зависимости от гаджетов. Поэтому с детьми мы регулярно проводим беседы о безопасности в сети интернет, о киберпреступности, проводим консультации с родителями. Кто-то из великих сказал: прежде чем учить, научись сам. Следуя этому лозунгу, педагоги Агинского ДДТ повышаем свою информационную грамотность. Для повышения своего мастерства участвуем в различных онлайн-семинарах, вебинарах, осваиваем новые цифровые технологии. Уважаемые коллеги, мы подготовили для вас методическую памятку для подготовки к онлайн-конкурсам, которая размещена на нашем сайте. Надеемся, что она вам пригодится для успешной работы. В целом, подводя итоги выступления, следует отметить, что достижение цели этнокультурного развития детей в Агинском доме детского творчества не ограничивается обучением в предметных областях в сфере народной культуры. Как показывает практика, в условиях цифровизации дополнительного образования для развития этнокультурных
компетенций детей действенным средством развития воспитания является вовлечение детей в проектную, поисковую, исследовательскую деятельность и грамотная организация учебно-воспитательного процесса. Дети с удовольствием участвуют в онлайн-конкурсах проектной деятельности, которые способствуют развитию многих личностных качеств: самостоятельности, креативности, инициативности и лидерства. Только в ходе действенного комплексного освоения цифровых технологий возможно эффективное протекание процесса развития этнокультурной компетентности школьников. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Сагма Адоновна. Уважаемые коллеги, представлен широкий спектр инструментов и возможностей, которые могут быть использованы как в сфере дополнительного образования, так и в сфере общего образования. Спасибо большое. Вообще, когда мы работаем, да, над достижением любой цели, очень важен, конечно, командный подход, межведомственное взаимодействие, да, очень важно. И вот те ресурсы, та деятельность, которую организовывают наши библиотеки, музеи, конечно, являются очень важным компонентом при формировании содержания этнокультурного образования. И у нас в округе есть отдельный центр развития бурятской культуры. Сейчас позвольте предоставить слово Инжемец Ивановне Батуевой, методисту Центра развития бурятской культуры Забайкальского края. Пожалуйста, Инжемец Ивановна. Рада всех приветствовать. Меня хорошо слышно? Да, хорошо слышно, видно. У меня больше, конечно, больше культурная, тема по культурной части. И позвольте продемонстрировать для начала одно видео. Так. Сейчас, минутку. Рабочая доска, почему-то я не вижу. Демонстрация экрана? Да, демонстрация экрана, рабочая доска я не вижу. Запускается сейчас экран. Ага, вот доска вышла. Это была доска, а мне нужна рабочий стол. Так. Если весь рабочий стол хотите открыть, то вот там самый первый будет с изображениями слушателей. Экран, да. Ага. Все, стол вышел, ага, рабочий стол вышел. Это то, о чем я хочу рассказать, показать, и чем я вообще занимаюсь, курирую в Центре развития бурятской культуры. Наверное, уже многие уже встречали монгольскую каллиграфию. Так. Одним из уникальных культурных наследий бурят-монгольского мира является вертикальная монгольская письменность. Это письмо не знало границ и объединяло все наречия монголоязычных народов, проживающих в разных странах – в Монголии, Китае и России. Письменность существует со времен Чингисхана, имеет богатую историю и бесценные литературные памятники, свидетельствующие о величии и мудрости бурят-монгольского народа. В России немного народов могут гордиться существованием национальной письменности. Так, например, на территории Сибири и Дальнего Востока буряты – единственный народ, у которых есть своя письменность. На протяжении многих веков эта письменность, как живой организм, постоянно изменялась. Сейчас я включу демонстрацию, видеопрезентацию.
Если взять по истории, то 1204 год считается официальной датой возникновения монгольской письменности. Посмотрите на презентации генеалогии письменности. Наша письменность имеет очень глубокие корни, восходит до финикийской письменности. Это, получается, это где-то около 15 века до нашей эры. Далее мы видим арамейское, сирийское, сагдийское, уйгурское и вот, наконец, монгольское. От монгольской письменности были ответвления маньчжурская, айратская и бурятская. Также по этой схеме мы видим, что на письменность, ну и на язык повлияли тибетская письменность и санскрит. И на протяжении с 13 века до начала 20 века письменность изменялась и развивалась. И мы очень кратко посмотрим, как развивалась. Какие были видоизменения. 69 год при Хубилай-хане появилась письменность Дурбужин-Бышик. Вы можете видеть визуально. Только сейчас минутку. В XIV веке грамматика, становление грамматики. Дальше мы видим транскрипцию галика. Это когда нужно... Мы все знаем, что в бурятском и монгольском языке нет определенных звуков. Например, к, п, ф, в, ну и так далее. И появилась надобность ввести новые элементы. И есть даже в сочетании галик, транскрипции галик. И как-то я слышала, что буряты говорят там «калигэ ему бухало», да, например, что-то такое. Это говорит о том, что что-то такое непонятное, иностранное, скажем. В XVII веке появился вид тодыбичек. Сейчас тодыбичек пользуются калмыки. Было такое тоже явление, Салим Бабичек придумала Багдагген и считается самопроявленным письмом. Чем знаменито это письмо? Это благодаря этой письменности появился знак независимости монголов. Вот СМБ, вот верхняя часть мы используем, буряты мы используем, а вот это в полном виде это национальный знак, который используется во всех флагах, гербах, во всех государственных знаках Монголии. И также у нас есть уникальное явление бурятского письма. В начале 20 века Агван Доржиев придумал бурятский вариант Вагиндра. К сожалению, из-за политических реформ письменность не просуществовала недолго, и мы видим, что... Сейчас, минутку. В 1931 году перешли сначала на латиницу, а дальше в 1939 году перешли на кириллицу. То есть кириллицей мы пользуемся менее века. А до этого мы пользовались, получается, с 13 века, уже в течение 7 веков мы пользовались монгольской письменностью. И какие исторические памятники, исторические литературные памятники существуют? Самое первое – это Чингисов камень. Чингисов камень нашли в Забайкальском крае, кстати, недалеко, где-то отсюда, говорят, в Харахиринском городище. Сейчас этот камень находится в музее в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже. Также есть известное письмо Гуюк-хану Папе Римскому и печать Гуюк-хана. Ну, конечно, самая известная наша вершина духовной культуры – это Монголен Нилсутовша. Сохранились очень много литературных памятников, это различные субхашиты, исторические летописи, фольклорные, литературные, религиозно-философские сочинения, писались официально-правовые, мемуарные и языковедческие работы. До наших дней сохранились
памятники по различным отраслям знаний, молитвенные книги, субхашиты, философские, астрономические, медицинские сочинения, художественные произведения. А, собственно, бурятские, можно звук убрать, да? Собственно, бурятские сочинения старомонгольской письменности стали появляться в XVIII веке в связи с консолидацией бурятов в самостоятельную народность. И среди памятников известны летописи, которые занимают исключительно важное место. К наиболее читаемым в то время относятся следующие летописи. Вы можете здесь прочитать, да. Это предание Баджан Хатун, история агинских бурят, написанные Тулудыр-Табоевым. И вот эти все летописи сейчас ученые перевели, и сейчас в работе к изданию книга с переводом на бурятский и на русский язык именно все эти летописи. Это пример. Так, Хорин Армдысовин, бурятская туха. Далее, здесь можно увидеть, как сначала у нас газеты буряты выпускались на монгольской письменности вертикальной, а здесь на латинице. Особенностью монгольского письма является его вертикальное написание. Слова и предложения пишутся сверху вниз, строки и столбцы записываются слева направо. Это единственное в своем роде среди других вертикальных письменностей. Каждая буква имеет разные начертания в 3 позициях: в начале, середине и конце. Каллиграфия вертикального письма эстетична и художественна. Текст на монгольском письме напоминает узорчатую чеканку на серебряных изделиях и, несомненно, оправдывает свое название «монгольская вязь». В 2013 году монгольская каллиграфия была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, которое нуждается в срочной охране. В 2016 году в Улан-Удэ был создан Центр каллиграфии Тенгарин-Вышек, членом которого я являюсь, и являюсь представителем здесь, в Забайкальском крае. Цель работы Центра — популяризировать вертикальную монгольскую письменность и каллиграфию и через творчество и визуальную красоту пробудить желание изучать, сохранять родной язык и письменность. В Агинском округе при Центре развития бурятского языка, бурятской культуры Забайкальского края я веду курсы с 2018 года. За последний 2021 год было проведено 10 мастер-классов, 5 мастер-шоу, как на базе учреждений, так и с выездом в Карымский район, Лэнд-арт-парк Тужи, город Улан-Удэ, город Москва, город Владивосток. Также в течение 2 месяцев я проводила длительный курс для желающих в Агинске, 1 интенсивный курс в Улан-Удэ. Также принимала участие в презентации письменности и каллиграфии фестиваля национальных литератур народов России в городе Москва, в творческой онлайн-встрече 72-й франкфуртской книжной ярмарки. Также участвовала в выставках типомании, международный фестиваль графического дизайна и каллиграфии. Проходит в Улан-Удэ, и именно монгольская каллиграфия является как уникальной частью, изюминкой этого фестиваля. Также участвовала в выставке исследований в Улан-Удэ, тоже как цель выставки изучать бурятский язык и как-то мотивировать и свои чувства и вообще какие-то мысли проявить в работах на тему бурятского языка. Здесь на стекле написано на окне «Бурят Хылын». Далее также я участвовала в онлайн-выставке Бичик Сейл в городе Улан-Батор.
постоянно сотрудничаем с каллиграфией Монголии и внутренней Монголии. Что касается цифровизации, то мой первый опыт в цифровизации был в 2017 году. Я провела марафон для каллиграфов, для улучшения навыков письма в чате. То есть это был групповой чат. Мы выбрали чат. Писали, то есть я давала задания, и каждый день писали каллиграфически. Тем самым улучшили свои навыки. Также серьезный такой опыт в 2020 году во время пандемии я сначала начала проводить индивидуальные занятия с ученицами из других городов через платформу Zoom. Далее меня пригласили преподавателем монгольской письменности для реализации грантового проекта «Возвращение к истокам». Проводили, значит, организатором Агинской буддийской академии в сотрудничестве с Агинским национальным музеем. Использовала Google формы для заявок. Было подано 105 заявок. И там в анкетировании я узнала точно самый юный возраст обучающих 11 лет и самый пожилой возраст 74 года. Также я узнала цели, для чего люди хотят изучать монгольскую письменность. Все уроки сохранены ВКонтакте в группе, и сейчас можно также в эту группу зайти и самостоятельно изучать монголбышек. Далее, в этот же период, это получается, это все был период пандемии, когда мы все сидели дома, и мы вынуждены вышли на онлайн-платформы. В этот же период я проходила лично сама обучение через Skype, уже продвинутый уровень, с преподавателем, который живет в Германии. То есть можно сказать, с одной стороны, вот эта пандемия дала возможность обучаться где угодно, в любое время. Ну, с одной стороны, как будто границы закрылись, а с другой стороны, границы стерлись благодаря онлайн. В мае 2021 года я придумала челлендж Мунхазула среди каллиграфов. Суть челленджа была в том, что в честь праздника каллиграфы перед портретами ставили дедушек, зажигали зула, писали слова, связанные с Великой Победой, и дальше лампаду передавали в камеру. Получилось 3-минутное видео. Но я не стала показывать видео, так как не хочу ваше время как-то тратить. Тут просто скриншоты из видео. Летом на 20 минут у нас уже прошло, ага. Пожалуйста. Ага, у меня чуть-чуть осталось, да, совсем буквально 3 минуты, да. Летом организовала онлайн обучение с монгольским мастером для продвинутого уровня, то есть каллиграфии бамбуковой палочкой. И еще один интересный проект, который я привела в челлендж, в октябре, челлендж Inktober. Суть челленджа слово инк — это тушь, а тобер — это октябрь. То есть это челлендж для художников по всему миру. По заданной теме ежедневно писали или рисовали на определенное слово. И вот я писала каждый день слова. В самом начале вы видели видео, это был из Inktober. Я специально писала медленно, чтобы люди могли обучаться. Для этого мы с ученицей открыли страницу в Инстаграме. И сейчас тоже можно пройти по этой странице и также там же обучаться. В
в целом, ну и про каллиграфию я рассказываю в соцсетях, на своих личных страницах, больше в Инстаграме и в Фейсбуке. Вот мой опыт цифровизации каллиграфии и письменности. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Инна Матвановна. Я думаю, что те, кто заинтересовался, найдут вас в социальных сетях и уже могут выйти на вас. Ага. Мы продолжаем. Баир Батрович Суртимов представляет опыт Агинского национального музея имени Гамбажапа Цыбикова, старший научный сотрудник, и опыт работы. Пожалуйста, Баир Батрович. Здравствуйте всем. Меня слышно? Да, слышно. Добрый день всем участникам симпозиума. Демонстрация. Моя тема доклада называется «Развитие родного языка и культуры. Способы цифровизации музейной деятельности». Начало 21-го столетия во всем мире ознаменовалось стремительной диджитализацией. От английского слова digitalization, перевод всех видов информации в цифровую форму отраслей. В России цифровизация была включена в перечень национальных целей развития и получила статус национального проекта, в том числе для реализации в сфере культуры с июля 2020 года. Но нужно отметить, что данный процесс активно захватил отечественную музейную сферу как минимум 10 годами раньше. Музей по-прежнему расценивается как исторически выработанная человечеством культурная форма сохранения, актуализации, трансляции последующим поколениям наиболее ценной части культурного и природного наследия. В условиях девальвации общепризнанных ценностей и искажения ценностных ориентиров, о которых упоминается в стратегии государственной культурной политики на период 2030 года, музей значим как ориентир для личности в мире ценностей. Он формирует представление о правилах и нормах. И в этом состоит традиционное видение цели музея как одного из важнейших институтов в жизни общества. Баир Батрович, у нас слайды стоят на первом слайде. Первым, что мне сделать тогда? Заново перезапустите и не в полноэкранном режиме, а переключайте по слайдам. Ну хорошо. Угу. У меня вообще зависло. Зависло? Ну, если зависло, продолжайте тогда. А сейчас как? Да, все, вот по слайдам переключайте. Ага. Хорошо. Последние 10 лет прошли под знаком изменений представления о роли музея в новых культурно-социальных условиях. Отныне музеи из хранилищ превратились в пространство с множеством функций, возможностей. Концептуально иные общественные пространства, предназначенные преимущественно для коммуникации. Музей перестает быть исключительным храмом искусства и науки, открытым только для избранных. Он становится пространством для лекций, творчества, дискуссий, спектаклей, игры. Форумом, где готовы услышать голос и мнение каждого. Музею новой формации присуща тесная всесторонняя связь с аудиторией. Например, если еще в начале 21-го столетия смотрители, то есть буквально боролись с посетителями, использующими телефоны, фотоаппараты и другую личную технику в экспозиционно-выставочном пространстве, то к концу 2010-х годов именно смартфоны с возможностями
фотографирование, видеозаписи, сканирование стали применяться передовыми отечественными музеями в качестве одного из коммуникативных средств. Логика тут проста. Современный человек не мыслит себя без гаджетов, и запретительные меры лишь отвернут его от музея. Следовательно, необходимо принять человека таким, каков он есть, с особенностями, приметами нынешней цивилизации в качестве посетителя-собеседника. Целью такой коммуникации становится не просто трансляция социально значимой информации, а позитивный опыт от взаимодействия с экспозицией и эмоциональное погружение в историю, которые рассказывают музеи. Реализация данной цели обеспечивается привлечением в музейное пространство инновационных цифровых технологий. Именно новые технологии помогают сохранять коллекцию, изучать, описывать, систематизировать и представлять ее публике по законам, диктуемым эпохой цифровой среды. Музей будущего подразумевает синтез подлинного пространства памятников и новые медийные надстройки, позволяющие раскрыть информационный потенциал экспонатов. Многие исследователи подчеркивают прямую зависимость роста интереса к музеям, характеризующего последние десятилетия. От применения электронных технологий в музейной практике в период 1985 по 2012 годов сегодня ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону. Интерес и фактическое потребление россиянам культурных продуктов и услуг растет. Посещение музеев по отчетам Департамента Министерства культуры России достигло 154 миллионов, что соответствует потоку посетителей 1985 года. Словом, электронные технологии в определенной степени способствовали возрождению жизни музея, одного из самых консервативных институтов в сфере культуры. Таким образом, трансформация современного музея, связанная с усилением интерактивности, зрелищности и иммерсивности экспозиционных приемов, обеспечиваемых в том числе электронными технологиями, призваны решать несколько задач. Во-первых, раскрытие ценности материального и нематериального культурного наследия. Во-вторых, транслирование духовно-нравственных ценностей. И, наконец, в-третьих, повышение эффективности деятельности музея и привлечение максимально широкой аудитории. В период пандемии эпидемиологических ограничений с 2020 года по нынешнее время цифровизация музея представляется особенно актуальной. Действительно, в сложившихся обстоятельствах одной из первостепенных задач стала выработка инновационных, в том числе дистанционных форм музейной и образовательной деятельности, выполняющих социально значимые функции идентификации, социализации и инкультурации населения. Другими словами, современный цифровой музей с помощью новейших технологических методик, демонстрации, трансляции культурно-исторических ресурсов, несмотря на пандемические ограничения, позволяет сформировать у новых поколений правильные и граждански ответственные видения мира. Особенности процесса цифровизации музейного пространства. Цифровизация охватывает практически все аспекты деятельности современного музея. Оцифровку экспонатов в музее, внедрение цифровых технологий в содержание музейной деятельности и работу в собственном публичном пространстве. На практике из-за масштабности и многоплавности этого явления, связанного со значительной технической модернизацией и не менее значительными финансовыми затратами, процесс цифровизации протекает дискретно, то есть прерывисто. Первый аспект – это у нас оцифровка экспонатов. В музеях проводится для достижения двух целей. Автоматизацию учета и перехода на новый уровень представления фондов. В первом случае сканируется, фотографируется все, что связано с учетной деятельностью. Во втором электронную форму переводятся предметы музейных коллекций. Далее переносится государственный каталог Российской Федерации.
Масштабная оцифровка экспонатов в Агинском национальном музее началась в 2016 году. Каждый сотрудник 2016 года ежемесячно выполняет 50 научных описаний и вносит в госкаталог Российской Федерации. На сегодняшний день сотрудниками музея описано 90% предметов и внесено в госкаталог 85%. Всего в нашем музее насчитывается около 12 тысяч предметов, материальных и нематериальных. Ведущим научным сотрудником Дугаржаповым Баирдабаевичем, вот госкаталог на экране видно, да, вносим сюда. Ведущим научным сотрудником Баирдабаевичем проводится работа по оцифровке старых фотопленок, видеопленок, кассет, аудиопленок. И все оцифрованные данные сохраняются на YouTube-канале на сайте Агинского музея. По второму аспекту скажем, что современные технологии информационные уже около 20 лет внедряются в музейную деятельность. Кроме работы с фондами, ни одно мероприятие не проходит без современных технологий в нашем музее. А этих мероприятий очень много. 18 выставок, 20 массово-просветительских мероприятий. В году проводится 4-5 научно-практических конференций, множество уроков, лекций в виде съемки и обработка в виде презентации и так далее. Что касается третьего аспекта, третьего направления, это работа в собственном публичном пространстве. Это особый импульс развития в публичном пространстве. Музей получен в период, когда началась пандемия, когда у нас не было возможности проводить мероприятия, лекции для посетителей в нашей работе усилилось. Новое направление в цифровом мире. Было создано множество аккаунтов музея на разных платформах, таких как YouTube, Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, мессенджерах, Viber, WhatsApp. А также планируется создать аккаунт сейчас в самом таком популярном TikTok. Кроме того, Агинский национальный музей имеет положительный опыт работы на платформе «Артефакт», где в позапрошлом году вот, Министерством культуры было дано задание на этой платформе внести некоторые предметы с точным описанием и с точками интереса. Ну, как бы подробно там описываются все точки интереса на каком-нибудь предмете. Агинский национальный музей имеет собственный сайт, где публикуется информация о всей деятельности музея. В году за 2021 год мы опубликовали 499 информации. Почему мы используем вышесказанные платформы? Потому что YouTube видеохостинг является предоставляющим пользователям услуги хранения, доставки, показа видео. И он является самым популярнейшим видеохостингом. Здесь содержатся все записи мероприятий музея. Также, когда ведется онлайн-трансляция, в первую очередь используется YouTube. ВКонтакте используется, во-первых, для подростков в воспитательных целях, так как аудитория тут в основном молодые люди. Во-вторых, для распространения музейного контента. Инстаграм используется для презентации различных мероприятий, анонса, рекламы, и быстрого оповещения музейных мероприятий. Facebook. Так, это у нас Инстаграм, Facebook и Одноклассники используются больше для взрослой аудитории, а мессенджеры WhatsApp, Viber дают возможность использовать как их канал доставки своих ссылок на наш собственный сайт музея. Кроме этого, наш музей имеет свой виртуальный музей. Так,
если зайти на сайт музея, там увидите вот виртуальный тур. Видно, да, всем? Да, видно. Вот, заходим сюда, нажимаем на ссылку, и тут у нас открывается, вот видите, да? Вы на сайт уже перешли. Мы презентацию только видим, сайт музея. Так, тогда сейчас я заново посмотрю демонстрацию. Сейчас демонстрация экрана. Вот на сайте, сейчас видно, да? Да, видно. Национального музея. Сейчас вот, заходите, и у вас сразу вот появляется, как будто вы находитесь вот внутри оград-музея. Заходите внутрь, и вот видите, нажимаете на снежинку, она туда будет направлять. Если вы хотите туда, в этот зал, или туда, нажимаете туда, да, и открывается, вот отсюда у нас начинается выставка, и вот можно смотреть виртуально. Сделать для себя предварительные экскурсии по всем залам. У нас в музее есть 7 залов. Это зал этнографии, природы, археологии, боевой славы, культуры, спорта, сельского хозяйства. И в заключение таким образом хочу сказать, цифровизация музейной деятельности является обязательным условием успешного развития деятельности музеев в онлайн-пространстве. На основе цифровых данных о коллекциях, в том числе музейных электронных копий, музеи могут осуществлять разнообразную онлайн-работу, открывать выставки, экспозиции, проводить интересные веб-лекции, развивать тематические содержания собственных аккаунтов в социальных сетях. Следует подчеркнуть, что оцифровка коллекции не только способствует популяризации среди посетителей, но и облегчает межмузейное взаимодействие сотрудников разных учреждений. Широкое применение цифровых технологий позволяет расширить контингент наших посетителей и открывает новые горизонты для развития бурятского языка и культуры. Приглашаем всех участников к активному участию на наших мероприятиях. Спасибо, у меня все. Спасибо, Баир Батырович. Ну, уважаемые участники, видите, да, если организовать пространство, публичное пространство таким образом, то двери музея не закрываются, а наоборот открываются. То есть любой человек бурятской национальности может из любой страны зайти, посмотреть, провести экскурсию, ознакомиться и так далее. Спасибо. Продолжаем дальше. Пожалуйста, опыт Агинской краевой библиотеки имени Цыбена Жамсарано представляет Цингеева Чемита Батумункуевна, главный методист. Пожалуйста. Добрый день, участники симпозиума. Меня слышно? Да, слышно. Главный смысл краеведения – восстановление полной и подлинной... Чемита Батумункуевна, слайдов нету, ага. Не запустить еще. Запускается. Запускается, ага. Главный смысл краеведения – восстановление полной и подлинной истории, а также сохранение и изучение культуры и быта, определяющих историческую судьбу данной местности. Было бы ошибкой считать, что краеведение должно заниматься только прошлым. Это самое распространенное и укоренившееся заблуждение. Ведать свой край – самое распространенное и не нужно не только в прошлом, но и обязательно в настоящем и в будущем. Чтение пронизывает практически все сферы нашей жизни. И проблема чтения затрагивает также все аспекты: уровень грамотности, культуры граждан, занятости, рынок труда, безопасности общества и многие другие. Чтение детей и подростков сегодня происходит очень серьезные перемены, которые носят глубинный характер. Большинство сегодняшних детей и подростков имеют совсем другие предпочтения и иное восприятие книжной культуры. Они относятся к книге не как к учебнику жизни, а как к одному из средств информации. Между поколениями происходит разрыв, передача бытовавшей долгое время традиции освоения литературной культуры.
Сегодня акцентируем внимание на том, как важно приобщение к регулярному чтению в раннем детстве, как расширяет кругозор ребенка чтение литературы не только на русском языке и на родном бурятском языке. Стимулом для воспитания души, установления прочных родственных связей является еще и семейное чтение. Главной задачей нашей библиотеки на сегодня в области литературных краеведений в том, чтобы произведения писателей-земляков, живших в разное время на Агинской земле, не были преданы забвению. Проведение поэтических вечеров, презентаций, книг, юбилейных литературных краеведческих часов, путешествий по книгам, конкурсов литературных эрудитов, часов новой книги стали доброй традицией работы библиотеки имени Цибена Жамсарно. Такие мероприятия заставляют не только наслаждаться прекрасным слогом писателей-земляков, но и думать, рассуждать, анализировать. Знакомство с их жизнью и творчеством помогает лучше понять художественную правду произведений, красоту бурятского языка, глубину мыслей и чувств. Замечено, что чем больше и разнообразнее круг знаний у человека о своей малой родине, особенно подрастающего поколения, тем больше вероятность, что место рождения станет для него действительно самым родным, любимым и незабываемым. Книги писателей земляков очень востребованы и всегда находят живой отклик в сердцах людей. 2021 год был богат на юбилейные и памятные даты для писателей и поэтов Республики Бурятии и Забайкальского края. Для популяризации чтения бурятской литературы и предоставления возможности выразить свои чувства и эмоции через литературное наследие талантливых бурятских авторов-земляков специалистами нашей библиотеки было инициировано объединить усилия учреждений культуры, образования, общественных организаций, учреждений, дополнительного образования, поддержки продвижения чтения на бурятском языке. Было предложено всем желающим принять участие в межрегиональной акции «Читаем бурятскую классику вместе». Эта акция была приурочена к юбилейным датам бурятских писателей и проходила в 6 этапов, каждый из которых был посвящен писателям, таких как Цидык Жамбалов, Жамсет Умунов, Кармыда Дидамбай, Цибен Жамсарано, Таширапын Батажабай и Балдан Санжин. По итогам проведенной акции приняли участие более 600 видеоработ, библиотекарей, педагогов, ветеранов труда, студентов и учащихся образовательных школ с чтением произведений именитых земляков. География участников довольно широка, со всех уголков Агинского округа, Забайкальского края, Республики Бурятия, Комсомольск-на-Амуре, Монголии приходили десятки, сотни работ. Хотелось бы отметить, что призовой фонд для награждения был предоставлен детьми, родственниками, земляками авторов. С февраля этого года запущено продолжение акции «Читаем бурятскую классику вместе, дети», где участники смогут читать произведения таких авторов, как Цирим Базар Бадмаев, Арслан Джамбалон, Цидык Жамбалов, Алексей Тынчоев. Как показала практика нашей работы, в библиотеке необходимо создание аудиокниг по произведениям местных авторов, для пользователей библиотеки с нарушением зрения назрело давно. И с 2019 года библиотекой начата работа по записи аудиокниг бурятских авторов на русском и бурятском языках. Нами записаны 4 аудиокниги. Бурятская народная сказка «Алтын Хайша», рассказ агинского писателя Кармы Цириндашиева, сборник стихов поэта Цидыка Жамбалова «Хукын Дулнай Гуне» и повесть Дугур Жабхандаева «Намтарэ Мухин». Все эти книги опубликованы на сайте первой интернациональной онлайн-библиотеки для инвалидов по зрению «Логос», на официальном сайте библиотеки Жамсарано и региональной общественной организации Агинское библиотечное общество, откуда каждый желающий может скачать и читать книги. Данными говорящими книгами уже воспользовались любители, ценители бурятского языка, живущие в городах Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Томск, Курган, Вологда, Чита и республиках Бурятия, Удмуртия, Башкирия. Далее мы пришли к выводу, что аудиокниги – это новый, хороший способ продвижения литературы, в том числе и литературы на бурятском языке в современном обществе, простой и удобный в обращении, который может быть интересен современным детям, молодежи и всем проживающим вдали от родных мест. Нами был разработан проект «Родные голоса» совместно с региональной общественной организацией Агинское библиотечное общество,
который получил грантовую поддержку Министерства культуры Забайкальского края. Проект позволяет продвигать классическую литературу бурятских авторов, наших земляков, распространять их творчество посредством мобильной связи, через прослушивание в любых общественных местах и даже в транспорте. За счет выигранных средств нами была оборудована звукозаписывающая студия библиотеки. Таким образом, установив оборудование, началась читка книг с дальнейшим монтажом материала. На сегодняшний день доступны для чтения 3 романа Жамсы Тумунова «Наэрго Гарин Таласте» проснулась на русском и бурятском языках, и роман Даширов на Батажабая «Улын Бургутут» на бурятском языке. На данный момент заканчивается работа по аудиозаписи и монтажу романа Батажабая «Горные орлы» на русском языке. В этом году запланирована запись еще 7 книг, которые читатели могут найти попозже на официальном сайте библиотеки Жамсарано, на сайте региональной общественной организации Агинское библиотечное общество в разделе «Родные голоса», где уже размещены готовые аудиокниги. В дальнейшем мы продолжим работу по организации и проведению мероприятий для детей и молодежи, объединенных общей тематикой бурятской культуры и языка. В нашей работе специалисты библиотеки используют для продвижения как традиционной, так и более современной разнообразной формы работы, такие как игры, лекции, мастер-классы, творческие встречи, виртуальные обзоры, интеллектуальные плакаты, созданные нами видеофильмы и ролики, которые интерактивны, которые могут разбудить интерес молодого поколения к изучению бурятского языка и культуры. А также хочется отметить большую работу в рамках регионального проекта «Буряты Восточного Забайкалья. История и современность». Проведены такие крупные социально значимые мероприятия: научные чтения «Бурят РД», «Хизар Орлошин Желчицы Венжем Сарано», историко-краеведческие чтения, сохранение исторической памяти бурятского народа Забайкалья, проведен краевой конкурс историко-генеалогических работ, история народа в истории семьи, в котором приняли участие очень много разных детей разного возраста. По итогам конкурса нами был издан сборник материалов с одноименным названием. Презентация этого сборника планируется в конце февраля. Этот проект позволил ознакомить широких читателей библиотек, особенно подрастающее поколение, с наследием бурятского народа, с родословными бурятских родов, изучая свой род. Краеведческая деятельность нашей библиотеки многообразна. Вся работа нашей библиотеки освещается на официальном сайте библиотеки, в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube-канале. Сохранить свою историю, беречь память о далеких событиях прошлого, о знаменитых жителях и наших предков, привить подрастающим поколению гордость за свою страну и за свой народ, уважение к историческим событиям и фактам. Вот важное направление нашей работы по краеведению на многие годы существования нашей библиотеки. И в завершении хочется сказать, что сегодня бурятский язык – это важнейший инструмент единения наших соотечественников, основа культуры, многовековых традиций. Бурятский язык – это бесценное историческое достояние. Если мы чем-то интересны миру, то прежде всего тем, что у нас есть собственный язык, своя национальная культура. Спасибо за внимание. Спасибо, Чемита Батумукуевна. Уважаемые участники, мы видим, да, что Агинская наша библиотека, конечно, все ресурсы и возможности использует для того, чтобы книга могла ответить, да, вызовам времени, в век цифровизации, когда ребенку очень сложно мотивировать. Спасибо большое за ваш опыт. Угу. Я вот вижу, что люди потихоньку обед, видимо, потерпите, пожалуйста, 10 минут, хорошо, коллеги? Нам нужно еще итоги будет подвести. И напоминаю, что заполнение рабочей тетради идет, да? Пожалуйста, по ссылке параллельно тетрадь, пожалуйста, заполните. Она будет использована в том числе и как рефлексия, и как лист фиксации присутствующих. Угу. И крайне наше выступление. Слово предоставляется аспиранту Бурятского государственного университета имени Даржи Банзарова Зое Жамсаевне Лыкденовой. Она представит опыт использования социальных сетей. Угу, пожалуйста. Здравствуйте, добрый день, да, дорогие участники симпозиума. Я очень рада, что меня пригласили, да, участвовать. Эмилия
Жанна, спасибо вам огромное за эту возможность. Ну и надеюсь, моя презентация, да, вот моя речь вам будет как-то полезной. Ну, надеюсь, вам будет интересно. Так, хорошо. Ну, я сейчас наверняка, скорее всего, выключу видео, да, для того, чтобы все-таки не отвлекаться. И, соответственно, включаю демонстрацию экрана. Ну, вообще, о чем я буду, да, сегодня говорить. Так, сейчас. Всем видно, да? Сейчас запускается. Так. Нормально, да? Вот сейчас уже видно или нет? Да, все видно. Программа. Весь Хорошо. экран. Так, я сейчас запущу. Одну минуточку. Так, ну что, о чем я сегодня, да, буду говорить, так как, в принципе, да, я вот послушала все ваши выступления, мне было очень интересно, да, ну, допустим, вот про каллиграфию, да, как обучают каллиграфии Инжимат Ивановна, ну, также вот библиотеки и музеи, да, перешли на все это виртуальное. Ну, и я расскажу о своем опыте, как я обучаю бурятскому языку, ну, тоже через используя социальные сети. Ну, давайте посмотрим вообще, да, для чего мы все-таки изучаем бурятский язык и вообще для чего он нужен. Ну, то есть, соответственно, да, проблема это большинство из нас не говорит на бурятском, соответственно, дети, да, ну, в Улан-Удэ у нас в Бурятии, соответственно, ситуация вообще достаточно проблемная, но все это возрождается, и, соответственно, говорим о важности сохранения бурятского языка. Ну и вторая, да, актуальность связана с цифровизацией повсеместно, так как, да, уже, в принципе, выше нам, ну да, рассказывали о том, что вот в связи с цифровизацией, да, все у нас переходит на онлайн, Zoom, да, вот это все. Ну и, соответственно, связано все это с пандемией. Ну и вот, как уже вот Нижмат Ивановна говорила, границы как будто бы закрыты, но все-таки они вот стерлись. То есть можно обучаться, да, можно все это, даже йоги, да, даже каким-то физическим видом спорта или там йога, да, это все у нас может быть онлайн. Ну и также я вот подумала, как можно обучать бурятскому языку, да, используя именно соцсети. Так, ну давайте, да, вообще цель, для чего я все это делаю. То есть я обучаю бурятскому языку, основываясь на ну, социальных сетях, да, и вообще моя цель – это популяризация родного языка не только, да, на местном уровне, то есть не только в Бурятии, да, чтобы, ой, наши там дети, да, взрослые изучали бурятский язык, ну, соответственно, взрослые, я больше ориентирована на взрослых, так как все-таки дети, да, и школьники, ну, вот даже, да, анализируя сегодняшний симпозиум, можно говорить о том, что на уровне школ, да, и на уровне детских садов, в принципе, обучение бурятскому языку ведется достаточно активно и очень хорошо. Но что касается взрослых, да, это мы можем видеть даже, ну, на улице Улан-Удэ, да, если там выйдете, да, и спросите человека, говорит ли он на бурятском языке, он, соответственно, скажет, ну, скорее всего, нет. Поэтому мое обучение, оно ориентировано на взрослых, это я хочу сказать, ну, и также это на местном уровне, и также на глобальный уровень, переходя, да, тоже я жила за границей и встречала бурят, которые вообще не знали вообще абсолютно ничего, даже, допустим, элементарное, да, СМП, ну, не могли сказать. Это, ну, было просто для меня как-то только прямо, ну, шокирующе немножко. Ну и, соответственно, да, через соцсети мне удалось привлечь некоторых участников, да, которые жили за границей тоже в мое время, и привлечь их к изучению бурятского языка. Ну и, соответственно, да, популяризация на глобальном уровне уже идет. Ну и, соответственно, научная значимость. Значит, для чего я это делаю, тоже такая научно-практическая значимость, да. Ну, когда я жила в Германии, мы изучали языки, то есть которые вообще исчезли. То есть, допустим, были, да, 10 или там 1 человек разговаривал на каком-то языке. Ну, это, соответственно, были языки, там, допустим, Австралии и Новой Зеландии. Ну, то есть вообще, конечно, да, вот как уже тоже было выше сказано, да, у нас уже сейчас в ЮНЕСКО входит, да, бурятский язык как вымирающий. Но, соответственно, мы должны что-то оставить после себя лингвистам, да, которые в будущем будут изучать языки, да, и будут говорить, ой, а бурятский тоже, да, есть, или он был, ну, соответственно, да, ну, надеюсь, что все-таки он возродится, да, и будет количество говорящих на бурятском языке больше, чем сейчас. Ну, и, соответственно, мы должны что-то, да, оставить, да, своим, ну, будущим поколениям. Ну, и, соответственно, да, допустим, они будут смотреть в интернете, да, находить информацию о языке, какова у него была структура, да, как у него там, допустим, структура предложения выглядела, были ли там
допустим, роды, да, падежи, ну, вот именно вот с лингвистической точки зрения, да, это будет очень-очень хорошо. Ну и как все это у нас делается? Так, я это все размещаю в социальных сетях. Ну вот я у коллег, да, услышала, что вот размещают в Фейсбуке, YouTube, Инстаграм, ВКонтакте и даже Одноклассники. Да, мне это очень хорошо известно, потому что тоже в Улан-Удэ, да, любое, да, предприятие организовывает свою деятельность, да, размещает все в социальных сетях, это Инстаграм, Фейсбук, даже возьмем трамвай, да, вот едешь в Улан-Удэ, в трамвае, там, да, если что, вы можете посетить нашу страницу, оставить комментарий, это вообще все очень-очень хорошо. Ну и, соответственно, я выбрала в сети Инстаграм, да, ну и также ВКонтакте. Сейчас я вам расскажу, почему Инстаграм и почему ВКонтакте. Ну, вообще мне ближе вот эти обе сети, потому что изначально я начала работать ВКонтакте, ну и недавно, только вот получается, в конце прошлого года я перенесла свою небольшую группу в Инстаграм. В Инстаграме очень много возможностей, она является сейчас достаточно популярной, да, ну и также было сказано, что ТикТок является популярным, но ТикТок это чисто видео, да, но Инстаграм имеет больше возможностей, ряд функций, да, которые могут применяться для создания именно обучающего контента. Ну, в нашем случае, да, это посты, да, карусели, сторис, ну и также мы планируем запуск Reels. Ну, так как я сама специализируюсь на сторис, для Reels, ну, тоже для меня эта тема, в принципе, интересна. Ну и вот 30 сентября я начала нашу работу, наша площадка в Инстаграме, да, под названием Money Бурят ФЛН. Ну, давайте можем, да, сейчас таки, в принципе, посмотреть, как вообще, ну, вот выглядит моя страница. Так, ну, вот, допустим, это название. Здесь, соответственно, да, иконки, да, то есть это рубрикаторы. Да, здесь у нас Money HL, Money Stories, Money Airshot, Money Amashel, там, да, у нас какие-то поздравления и так далее. Ну и вообще я структурировала страницу таким образом, то есть если бы я была, прямо, вообще, конечно, чисто я преподаю как хобби, но если бы я была учителем бурятского языка, и если бы я была учеником, да, который изучал с нуля, ну, хотя, конечно, у меня не нулевой бурятский, как бы я преподала уроки бурятского языка, да, как бы я программу свою составила, ну, я бы, соответственно, учила бы слон, НР, да, Би и так далее. Затем, соответственно, да, как приветствие, да, лексика у нас идет, затем, ну, какие-то пословицы, затем, соответственно, урок, потом опять лексика, да, урок, лексика, урок, ну, какие-то там советы, да, как писать, ну, здесь у нас, например, как использовать, к сожалению, здесь не могу зайти, ну, в общем, если вы зайдете на мою страницу, вы можете увидеть, как, допустим, печатать на бурятском, да, как с телефона использовать бурятскую клавиатуру и так далее. Ну, соответственно, опять-таки, урок, лексика. Ну, также есть у нас рубрика «Нейман Асводов», где мы также берем интервью у каких-то людей, да, ну, мы их так называем бурхыхунут, так говоря. Ну, здесь, например, есть женщина из Финляндии, да, которая вообще абсолютно, прям у нее уровень бурятского языка прям такой высокий, то есть она начала с нуля. Естественно, она живет в Улан-Удэ, замужем за бурятом, и ей было это все интересно, сама является переводчиком. Ну, вот вы можете почитать, в принципе, об этой женщине. Затем, соответственно, да, пишем, да. У меня также вот, к сожалению, вот здесь я не могу открыть, но, может, я сейчас попробую вам здесь как-то открыть. Так, сейчас, минуточку. Так, Инстаграм. Я постараюсь тоже не занимать вашего времени, да, я понимаю, что все, в принципе, устали и так далее, но давайте просто немножечко посмотрим, как вообще, да, так, сейчас, минуточку. Ну, вот здесь я вам, например, покажу, вот, может быть, да, идеи для каллиграфа, да, то есть, как я это делала. Допустим, да, вот пишем, да, вот наш урок, затем, соответственно, мы пишем «хы-узык бышиди», да, и как это все пишется, я вот так делаю, ну, и вот, чтобы люди тоже понимали, как писать, да, не только произносить. У меня есть тоже уроки произносить, ну, то есть произносительные, да, как мы произносим вот эти звуки «х», да, например, же «ше», «хо», ну, и, соответственно, «ха». Некоторые, да, затрудняются писать «у» бурятскую, ну, и вот, соответственно, вот примеры, да, уже вот так вот. Ну, вот таким образом я делаю уроки. Ну, но здесь опять-таки лексика, да, идет. Здесь, допустим, «богоне бауда», тоже, да, вот такое видео. И вот здесь, да, есть, можно прослушать. Вот здесь, если вы нажимаете play и звук включаете, то здесь можно прослушать, как, да, читается то или иное слово. Ну и, соответственно, когда я выбираю лексику, да, чтобы, ну, вот эти примеры, я тоже стараюсь выбирать те слова, да, именно которые будут действительно полезными, да, то есть на практике они используются чаще. Так, ну что вам еще показать? Ну вот здесь последний, да, у меня Надежда Мунконова тоже, да, наша актриса бурятская.
Так, ну, здесь вы можете поздравления, да, ну, такие мы открыточки делали на Сагахан, на Новый год. Ну и вот, в общем, вот так вот мы работаем, да, то есть мы говорим синхронизм, да, модулу, там последующий план у нас будет, здесь будет интервью с Албоном Лабденовым, и следующий урок будет уже по настоящему времени, да, то есть МНОСАК. Так, хорошо, так, я вам здесь сейчас немножко рассказала об этом, так, сейчас, минуточку. Так, давайте назад перейдем. Ну, вообще, я люблю Инстаграм за то, что он есть. Вообще, мне кажется, это очень удобная социальная сеть, вот именно для тоже, да, создавания, то есть не только там какие-то видео снимать, да, и фотки постить, но можно также и обучать. ВКонтакте, да, отличие. Вообще мы начали с 2015 года ВКонтакте также, ну, отличие от Инстаграма, да, то есть там у нас есть возможность добавления длинных видео и текстов в одном посте. Ну, давайте тоже я вам покажу, как у нас все это делалось. Так, сейчас, минуточку. Ну, надеюсь, вам интересно вообще, ну, так. Так, вот у меня две группы. В принципе, у меня есть Мане Бурят-Хылым и Туры-Хылым. Но так как я в Туры-Хылым просто соорганизатор, я тоже не могу вам это все, ну, могу вам, в принципе, показать. Вот здесь, смотрите, здесь очень удобно в Инстаграме, что я делаю тоже. Ну и, конечно, у меня там есть уроки, да, все вот это я, в принципе, дублирую, но в последнее время я перешла на Инстаграм. Да, вот, например, можно взять, да, допустим, клип, да, и, соответственно, сразу я сюда выкладываю текст песни. Ну, и людям это очень нравится, да, люди могут попеть, да, допустим. Ну, вот мне, то, что мне нравится, вот мне нравится вот эта песня, да, Алтархана, у меня есть еще и другие песни. Сюда можно также вставлять вопросы, да, опросы. Ну, конечно, тоже в Инстаграме есть тоже такая функция. Ну, то есть здесь очень интересно, допустим, тагр ты объяхашенька, ну, в общем, разное, тоже есть много функций. Ну, вот тоже у нас, тоже я хожу в клуб Ясуна Дугарова, тоже можете вступить, да, у нас есть клуб Бурятский Хэл, очень тоже интересный. Так, давайте дальше. Ну, единственное, да, сейчас, почему мы переходим в Инстаграм, потому что Инстаграм становится популярнее, ну, так как я вижу статистику, да, вот по статистике люди, ну, которым за 40, они больше пользуются ВКонтакте чаще, чем Инстаграмом, но все-таки, мне кажется, со временем, я вот сужу по моим родителям, да, или там, ну, вот друзьям, ну, вот родители, они все-таки из ВКонтакта тоже переходят уже в Инстаграм. То есть Инстаграм – это уже та площадка, которая вот будет именно популярной, ну, вот, ну, хотя бы в ближайшие там несколько лет точно. Так, ну, давайте сейчас я вам небольшой такой интерактив, да, попробуем. Так, сейчас я вам скину ссылочку. Так. Так, давайте сейчас. Так. Попробуем в чат, добавим ссылку. Вот, вы можете пойти по этой ссылке. Так, я здесь вижу. Ага. Хорошо, вы можете, пожалуйста, пройдите, пожалуйста, по этой ссылке, да, и мы прямо сейчас попробуем такой небольшой интерактив сделать. Так, вы прошли? Так, давайте сделаем, да. Ну, давайте просто проведем вообще опрос, да, как вообще есть ли люди у нас, которые пользуются, ну, допустим, Инстаграм, да, вот кто-то уже отвечает yes, то есть, sorry, ой, извините, пожалуйста, у меня уже совсем голова на английском уже конец. Так, хорошо, вот видим, да, уже, в принципе, уже отвечают, да, 6 человек есть в Инстаграме, 8, да. Ну вот уже цифры, да, соответственно, уже практически нет. Давайте сейчас посмотрим, сколько у нас вообще человек сидит, да, сейчас. Так. У нас 152 участника. Ну и, соответственно, да, сейчас люди отвечают. Давайте подождем чуть-чуть. То есть мы видим, да, тенденцию, что все-таки Инстаграм берет свое, и Инстаграм все-таки набирает популярность. И он также будет с запуском Reels, это просто убийца ТикТока. То есть, ну вот, я думаю, что это все-таки будет. Ну, давайте посмотрим, да, вот ВКонтакте, да, мы ответили. ВКонтакте, да, никого, ну вот 1 человек и 2 человека нет. Окей, спасибо вам большое, да, за ответы ваши, вот очень интересно. Вот мы видим, что все-таки, да, Инстаграм
становится таким популярным. Ну и с чем мы сейчас сталкиваемся, да, сейчас я уберу. Ну, на данный момент нам, наверное, не хватает рекламы, да, и времени. Ну, просто дело в том, что я тоже вот занимаюсь научной деятельностью в УГУ, ну, и также являюсь матерью малыша. Поэтому нам, соответственно, не хватает времени, немного рекламы. Поэтому было бы очень здорово, если бы вы могли как-то подписаться на нашу группу, прямо было бы очень здорово. Может быть, кому-то, да, наш контент все-таки будет полезен и даст мотивацию изучать бурятский язык, да. Ну, а учителям, то есть, да, учителям, может быть, контент будет полезен тем, что, может быть, что-то новое найдете, да, какие-то видео и так далее. И, может быть, да, можете посоветовать какие-то еще материалы, которые я также могу использовать в своих уроках и так далее. Ну и вообще, да, говорят о цифровизации в обучении, да, это же эффективное использование технологий. То есть мы не только берем, да, допустим, уроки все перешли в Zoom, и все, используем все в Zoom там, и так далее. То есть мы просто обучаем, используя именно то, что нам нравится, то, что вам удобно. Допустим, мне нравится использовать вот Инстаграм, и я использую его именно в обучении. Допустим, каким-то учителям нравится класс, каким-то, да, преподавателям нравится работать в Moodle и так далее. То есть вы берете все, что вам нравится, и используете, соответственно, вот эти технологии как-то эффективно, как-то все, что удобно вам. Ну вот это мы вот как раз-таки обсуждали тоже в УГУ. Ну и вот, в общем, в принципе, это было все на сегодня, да, это спасибо вам большое за, да, я была, наверное, такой, да, вишенкой на торте, то есть последней, да, но надеюсь, что вам понравилось, и вообще, да, если вас что-то заинтересует, будут какие-то предложения, желания, да, может, вы хотите какой-то там, у вас какие-то есть свои бурхахуну, да, которых я могу написать, там, да, интервью, или, может быть, ну, какие-то интересные тексты, ну, вот Маму, да, у нас было предыдущее, тоже рассказывали о книгах, мне это тоже очень интересно, я бы хотела, допустим, найти, где можно вот эти книги прослушать и прочитать, так что пишите мне, меня зовут Зоя Евгенова, можете мне написать в Вайбере, в WhatsApp, ну и группу ВКонтакте, давайте я еще раз группу в Инстаграме продублирую, да, вот она у нас называется Мане Бурят Хлам, ну, название такое довольно-таки обычное, но оно все-таки объединяющее, у нас 160 подписчиков на сегодняшний момент, но все они активные, это не просто какие-то там по гивапу пришли и по giveaway, то есть и подписались. Это у нас реальные подписчики, которым интересно, которым действительно вот этот полезен контент. Ну, спасибо вам большое. Надеюсь, как-то вам было интересно. Спасибо, Зоя Жамсаевна. Я сама тоже подписана на данный аккаунт. Спасибо. Хочу отметить именно то, что для неговорящих подростков, молодежи, тех, кто много времени не может тратить, допустим, на образование и так далее, Инстаграм и вот такие аккаунты, как Зоя представила, конечно, они важны, когда очень быстро, мобильно можно освоить какое-то содержание. Зоя Жамсаевна, вас просит отправить ссылку на сам аккаунт в Инстаграме. Отправьте, пожалуйста, и тогда люди могут уже подписаться Хорошо, на вас. спасибо вам большое. Да. Спасибо. Уважаемые участники, мы завершили все выступления. Сейчас слово для рефлексии предоставляем ректору нашего Агинского института Алхамир Рабазаровне. Пожалуйста, Хамар Рабазаровна. Тетради пока заполняем, параллельно. Уважаемые коллеги, позвольте прежде всего от имени коллектива нашего Агинского института поблагодарить вас всех за активное участие. Мы благодарим нашу гостью Зою Жамсаевну, что вы отозвались на наше приглашение, приняли активное участие. Спасибо вам. Всех вас мы видим, что заинтересовала тематика, которая была обсуждена в рамках мастерской. Максимальное подключение сегодня было 177 человек. Несомненно, каждый опыт, представленный сегодня нашими участниками, вызвал действительно большой живой интерес, можем сказать. Каждый мастер-класс отличался уникальностью, своеобразием применения этнокультурного компонента и его интеграции в деятельности. Вместе с тем,
в условиях современных вызовов актуальность представили новые образовательные результаты с погружением в информационное пространство. И действительно, каждый мастер-класс показал в интерактивном режиме широкое использование возможностей Google инструментов, что на сегодня позволяет повысить эффективность деятельности, подтверждает профессиональные компетенции наших педагогов, учителей, специалистов культуры. И в целом мы отмечаем, что целевые ориентиры нашей мастерской достигнуты, обсуждены актуальные вопросы цифровизации в области этнокультурного образования и воспитания, состоялась диссеминация лучших практик. И надеемся, что в дальнейшем мы также будем прорабатывать и обсуждать эти вопросы. Спасибо всем за работу. Спасибо, Хамар Набазаровна. Уважаемые участники у нас заполняют рабочие тетради. Пока у нас поступило ответов, так, где она у меня, 39. Из представленных 39 ответов пока вот у нас один человек только частично удовлетворен, остальные все полностью удовлетворены. Если мы посмотрим, мы с вами начали работу мастерской с вопроса, какие возможности представляет цифровизация для развития этнокультурного образования и воспитания. Да? Мы отмечали доступность, мобильность и так далее. Ну, краткие такие ответы были. Сейчас, коллеги, вы видите, что уже результат гораздо подробнее наши участники отметили. То есть и доступные инструменты, интересные, продуктивные, дает возможность, чтобы обеспечить мобильность, новизну, познание. Сейчас я пролистаю. Значит, наглядность, широкие возможности, исследовательские способности, повышает интерес, повышает мотивацию и так далее. То есть вот здесь вот самый разный спектр возможностей у нас представлен. Следующий вопрос был: в рамках мастерской вы ознакомились с опытом коллег. Что вы возьмете в свою работу? Какой опыт вызвал у вас наибольший интерес? Значит, ой, хотела скрыть и наоборот открыла. Сейчас я вот это закрою. Какой опыт представил наибольший интерес? Электронный учебник, интерактивные игры, детский сад «Солнышко», «Тополек» отмечают, дидактические игры, беседы, использовать цифровые ресурсы систематически. Опыт школ понравился. Все представленные практики, конечно, в той или иной мере заинтересовали участников. Следующий вопрос прозвучал: каков основной результат после посещения мастерской, к какому выводу вы пришли? Но здесь тоже достаточно такие объемные, скажем, выводы, когда мы понимаем, что цифровизация позволяет нам развивать, приобщать, активировать изучение родного языка. При этом, конечно, коллеги делают вывод, что нужно и самим самообразованием заниматься, да, получили много интересного опыта, очень много полезной информации. Спасибо, коллеги. Но по поводу частично удовлетворен у нас один человек пока был, да, и ваши пожелания организаторам и участникам. Ну, вот здесь пожелания самые разные, можно просто просмотреть, да, пробежаться глазами. Спасибо вам всем за такие добрые пожелания. Безусловно, мы все в команде работаем над развитием родного языка, культуры, делаем все возможное и невозможное, да, для того, чтобы наши дети могли в современных условиях сохранять культуру нашего народа, развивать язык. И, безусловно, вот роль учителей, в
педагогов, всех межведомств, всех организаций государственных учреждений, учреждений дополнительного образования. Роль каждого из нас, несомненно, в том, что мы вместе работаем над развитием родного языка и культуры, и, я думаю, успешно будем продолжать это делать. Спасибо всем большое за участие. Если есть вопросы, мы еще раз благодарим наших коллег из Усть-Орды Иркутской области, Республики Бурятия за то, что вы подключились. Можно ли получить запись? Я вот здесь вопрос вижу. У нас сейчас эта запись будет сохраняться. Мы ее на канале YouTube Огинского института повышения квалификации разместим. Это будет не сразу, но она там появится. Ага. Так, как найти книги? Книги – это проект «Родные голоса» Огинской библиотеки имени Цибена Жансарано. Нужно зайти на их сайт, там они размещены. Угу. Все, больше, по-моему, вопросов нет. Ага. Угу. Ну все, коллеги, если нет вопросов, всем спасибо большое за работу. До новых встреч. До свидания.